обозначены наши карачаевцы и балкарцы. Вы видите, что они наиболее тесно связаны в этом скоплении. То есть это максимально близкие группы. Состав кластеров, следующий, пожалуйста. Состав этих скоплений, вот данные средние величины по каждому скоплению, сделаны двумя способами. Я вам продемонстрировала две картинки. Вот вверху результаты усреднения типов по одному способу, и второй по другому. Видите, ну, ясно, что оранжевая – это одна и та же группа, она и так и сяк выделилась. Но самое главное, что основная масса терок, почти 40 выборок, они сгруппировались по обоим системам многомерного анализа абсолютно одинаково. То есть мы имеем дело с четко выраженной расовой дифференциацией, потому что здесь участвуют два компонента – европеоидные, розовые скопления, и метисные, которые составляют основную массу выборок. То есть подавляющее большинство тюрок Евразии – это метисы, а вот эти, которые я уже перечислила, это просто замечательные южные европеоиды. Следующий, пожалуйста. Теперь, как выглядят наши карачаевцы и балкарцы на фоне этих выделенных типов? Ясно, что они вот к этому розовому варианту выделены двумя типами, очень близкие. Они друг другу близки и просто копия этих самых типов. Хотя типы состоят из большего числа, там помимо карачаевцев и балкарцев уже перечислены мной народы тюркоязычные. Значит, мы уяснили, что на широком фоне Евразии карачаевцы и балкарцы представляют собой замечательный пример южных европеоидов. Следующий, пожалуйста. Переходим к другому масштабу, кавказскому. Что делается на Кавказе? На Кавказе вот методом главных компонент, это сложный метод, который учитывает векторы дифференциации, мы видим, что основная масса, обведенная черным контуром, включает красные точки, это карачаевцев и балкарцев. То есть карачаевцы и балкарцы находятся в гуще основного скопления кавказских народов. Другое скопление характеризуется немножко другими частотами. То есть они являются типичными представителями основного массива морфологического. Следующий, пожалуйста. Другой способ, более простой, но более трудный для восприятия, потому что очень много этих линий. Ну вот вы видите, вот внизу очерченная черта – это ограничивает число групп, вошедших в одно скопление. И красные карачаевцы и балкарцы, 11 карачаевцы, 12 балкарцы, занимают почетное место в этом кластере, будучи связаны очень небольшой разницей. Следующее, пожалуйста. Значит, мы уяснили, что обе группы, будучи очень близкими и являясь типичными характерными представителями кавказского массива популяций и народов, практически олицетворяют собой как бы один народ, что ли. Потому что абсолютная и относительная разница между ними минимальна. И теперь у нас возникает вопрос, а как соотносятся эти данные с данными расовой соматологии, то есть науки, которая описывает цвет лица, цвет кожи, цвет волос, цвет глаз и так далее. Грузинский исследователь Абдушилишвили опубликовал статью, в которой привел расстояние между некоторыми кавказскими народами. И я привела эти расстояния в систему кластерного анализа, поместила. Ну и кластеризовала те же самые группы по дерматоглифике. И вот тут любопытное наблюдение. Во-первых, карачаевцы и балкарцы по дерматоглифике вместе с азербайджанцами образуют тюркский кластер. Причем где азербайджанцы, где карачаевцы и балкарцы, Северный и Южный Кавказ. Тем не менее, они оказались в одном тюркском, так сказать, кластере. Второе, что бросается в глаза, а вернее первое, вот это абхазо-адыгский кластер, который выделился по дерматоглифике, это левая часть рисунка. Все народы, составляющие абхазо-адыгскую семью,
выделились в одну единую дерматоглифическую семью тоже. И практически то же самое мы видим по стоматологии, но, наверное, плохо звучит. Слышно? Потому что у меня как-то резонирует очень сильно. Спасибо. Нормально, Спасибо. Генерия Леонидовна, хорошо. Спасибо. Адыги, кабардинцы, черкесы и абазины. Все абхазы-адыги, кроме абхазов. У него абхазы ушли к армянам, чего вообще не должно быть. Там какая-то ошибка у него в таблицах, я не знаю, в чем дело, но этого не должно быть. Ну, в общем, вы видите, два совпадающих момента. Выделились абхазы-адыги и выделились карачаевцы и балкарцы. Правда, карачаевцам и балкарцам примкнули осетины, ингуши и чеченцы, по данным стоматологии. Что это означает? Вот хотя бы такое совпадение двух разных независимых систем признаков, а внутри группы, вот, скажем, внутри какого-то коллектива, эти признаки не связаны на уровне индивидов. Вот у вас с таким-то комплексом дерматоглифических признаков не может быть связей с цветом глаз, цветом волос и так далее. Все эти связи исторического характера. Значит, эти две системы развивались по своим законам и независимо. И тем не менее, результаты мы видим во многом сходные. Это означает, что мы видим реальное отражение действительной дифференциации по одной и по другой системе. А это, в свою очередь, доказывает, что исторические процессы действовали на обе системы признаков так, что выделились сходные комплексы, что бывает крайне редко. Вот эти две дендрограммы – это пока единственный случай в истории антропологии сопоставления результатов по двум независимым системам. Схемы получены числовым способом. Эти схемы можно по-разному строить. Бывают интуитивные схемы, бывают схемы, построенные на рамке вариаций, там, всякие другие. А это точные числовые расчеты. Они носят название таксометрическое, то есть то, что измеряется числом схема. Сейчас, минуточку. Я перехожу к выводам, которые я, к сожалению, ввиду того, что мне в последнюю минуту пришлось менять строй доклада и место доклада, не успел напечатать эти выводы. Я вам их прочту. Просто так расскажу. Значит, кабардинцы и карачаевцы и балкарцы характеризуются всеми чертами кожного рельефа, свойственными населению Кавказа в целом. Карачаевцы и балкарцы сходны друг с другом в высочайшей степени. Это практически народы-близнецы. Как часть тюркоязычного массива народов, карачаевцы и балкарцы входят в один из вариантов, так называемый тюркский тип 1, включающий народы европеоидного типа. То есть уже здесь мы видим в широком плане совпадение с данными стоматологии, потому что перечисленные народы, вошедшие в этот кластер, тюркский, они же являются носителями европеоидного комплекса признаков. На фоне народов Кавказа карачаевцы и балкарцы по результатам разных видов многомерного статистического анализа входят в одно самое многочисленное скопление, включающее также абхазо-адыгов, а также армян, турок, часть грузин, эмеретины, мигрелы, сваны, талыши. То есть здесь нет соответствия с дифференциацией в соответствии с антропологическим типом, потому что вот стоматологически все названные народы относятся к разным типам. Дерматоглифически они объединились. Значит, дерматоглифика в данном случае на уровне этносов, она дает иную картину на Кавказе, потому что здесь речь идет уже о внутри расовой дифференциации. Это более сложная картина всегда, чем на уровне двух, скажем, рас, когда получается в результате выделяются европеоидные, монголоидные и смешанные варианты. Вот на внутри
расовом кавказском уровне такого соответствия не получилось большого. Но все же при сопоставлении на ограниченном числе народов дерматоглифика и соматология дали в общем вполне приличные результаты в том, что касается выделения абхазо-адыгских народов как единого целого, и выделение тюркского кластера. И, наконец, последнее. На Северном Кавказе кавказские черты размыты в большей степени, чем на Южном. Ну, об этом говорили многие антропологи. Южане всегда более темно-пигментированы, более темные глаза, более темные волосы. На Северном Кавказе чаще встречаются светлые, смешанные глаза, светло-русые волосы и так далее. И вот речь встает о происхождении этих черт, так называемого пантийского типа, который северо-западный угол Кавказа занимает. Это абхазы-адыги, в основном часть карачайцев, часть балкарцев, а также абхазы. И встает вопрос о происхождении этих особенностей. И мне лично кажется, что здесь прав был Георгий Францович Депец, наш знаменитейший антрополог, давно уже умерший, но его идеи продолжают жить и нам помогать в работе, что ослабление южно-верпиодного комплекса на Северном Кавказе – это дело восточноевропейских популяций. То есть популяции Европы, в данном случае восточные, видимо, издавна смешивались с северокавказскими, потому что кавказских хребет – это граница почти непроходимая, там уже это не чувствуется. Спасибо, у меня все. Извините. Извините, еще следующее. Это то, что вы слышали. Следующее, пожалуйста. Это пример симпатичной карачаевской семьи. Следующий, пожалуйста. Не менее симпатичные балкарцы. Следующий, пожалуйста. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо, Генрия Леонидовна, за прекрасный доклад. Слово предоставляется доктору исторических наук, профессору, заведующему кафедрой всеобщей истории и культурного наследия Башкирского государственного педагогического университета имени Акмуллы Владимиру Александровичу Иванову. Тема доклада «Печенеги в западноевропейских степях и их роль в формировании этнокультурной карты степей Восточной Европы». Презентацию можно открыть? Уважаемые коллеги, с целью уложиться в регламент, я опущу некоторые сюжеты своего выступления. В первую очередь, конечно, сюжеты, которые касаются восточной, так называемой кангаро-кингересской истории печенегов, поскольку она нам известна до сих пор по довольно отрывочным и довольно невнятным сведениям и китайских летописей, и тюркских источников. И сразу обращу ваше внимание на следующий, пожалуйста, на тот период, это рубеж 8-9 веков, когда агузы и печенеги вместе оказываются на восточной периферии западноевразийских степей. Географической территорией этих западноевропейских степей являются как раз степи Урало-Поволжского региона. И вот здесь мы подходим к самому интересному. Интересному не для агузов и печенегов, а интересному для нас, для археологов прежде всего. До сих пор в археологии бытует мнение у некоторых, правда, археологов, что выделить археологическую культуру агузов и печенегов невозможно.
Ну и на этой почве иногда вспыхивают споры о том, кто доминировал в степях Восточной Европы в конце первого тысячелетия до нашей эры в этническом отношении, кто играл второстепенную роль, ну и в зависимости от того, у кого из исследователей, кому больше лежит душа, это бывают или печенеги, или агузы. Так вот, но 40 лет тому назад, вот скоро будет, в середине 1970-х годов Владимиром Адамовичем Кригером, археологом, ныне здравствующим, в степях между Волгой, левобережьем Нижней Волги и Мугаджарами, или Музгарскими горами, как их обозначил в одной из своих работ Сергей Григорьевич Агаджанов. Будьте добры, следующее. Выделена была группа захоронений, группа курганов, характеризующих следующими признаками. Это, следующий, будьте добры. Это захоронения под небольшими земляными насыпями, содержащими по 2, а иногда даже и более одновременных захоронений, помещение в могилу конской шкуры, уложенной или на деревянное перекрытие над могилой, или в засыпи могильной ямы. Далее, наличие среди инвентаря, сопровождающего, я вот сверху вниз буду называть, бронзовых литых подвесок копаушек, украшенных растительным орнаментом, верхний ряд слева, птицевидных подвесок, иногда с привесками, гусиными лапками. Далее обуви, украшенной разнообразными бляшками, вот мыски сапог были украшены, будьте добры, следующий. И бляха решма, следующий, будьте добры. Бляха решма, украшение конской узды. Из 114 погребений с данными признаками, которые известны сейчас на территории между Мугаджарскими горами и Дунайским устьем на западе, почти 66 или почти 60% расположены в степях Урало-Поволжского региона. Там что-то застопорилось, да? Да, вот это бляха решма. И следующий, пожалуйста. По описанию, которое мы встречаем у Ибн Фадлана, описание погребения агуза, вот те признаки, которые характеризуют данную группу памятников, они позволяют нам считать их агузскими. Ареал агузских погребений Урало-Поволжского региона, будьте добры, следующий. Еще, верните, пожалуйста, там предыдущую карту, такую черно-белую карту. Еще, пожалуйста, назад. Ареал агузских погребений Урала-Поволжья показывает, что памятники агузского типа занимают территорию, будьте добры, еще назад карту, на 2 слайда. Вот ту первую карту с многочисленными памятниками, пожалуйста. Вот. Ареал агузских погребений Урала-Поволжья, они обозначены черными зачерненными кружками, занимает прибрежную часть степного Заволжья и территории степи, прилегающей к прикаспийской низменности, которая обозначена цифрой 4 римской. Погребения с подобным сочетанием признаков, перечисленных мною,
в степях Восточной Европы, расположенных к западу от Волги, тоже известны. Но их известно там всего 48 комплексов, разбросанных на обширной территории от междуречия Волги и Дона и до низовья Дуная. Вторую группу погребений Заволжья и Приуралья составляют погребения, которые вначале были выделены как погребения группы номер 2, и характеризуются они следующими признаками. Захоронения под земляными насыпами, как правило, впускные захоронения, впущенные в насыпи более ранних курганов. Далее расположение конской шкуры. Будьте добры, листайте, пожалуйста, их слайды. Еще. Вот. Расположение конской шкуры, уложенной рядом с черепно-костяной, уложенной на дно могилы рядом с умершим, с погребенным. Среди вещей наличие удил без перегиба, то есть со сплошным грызлом, кольцевые серьги и поясные накладки. По аналогии с погребениями южно-русских степей, да, еще кольцевая обкладка лука, по аналогии с погребениями южно-русских степей, эта группа погребений нами трактуется как печенежская. В общей сложности учтено более 200 погребений с захоронениями конской шкуры, уложенной рядом с человеком, и их география оказывается обратно пропорциональной географии агузских погребений. То есть 21% погребений локализуется за Волгой и в Южном Приурале, а к западу от Волги их комплексы данных погребений распространяются по нарастающей. Значит, 12% в степях Волго-Донского междуречия, 15% на Нижнем Дону и почти 50% на территории современной Украины от Днепра на западе, до Днестра на западе. Следовательно, опираясь на сведения средневековых авторов и данные археологии, мы можем говорить о существовании в X веке в западноевразийских степях двух так называемых печенегий. Европейскую печенегию, классическую, известную нам и по археологическим данным, и по письменным источникам, и археологическим данным, и заволжскую печенегию. Сразу из этого возникает вопрос, на который, в принципе, не представляет большого труда ответить. Кто играл решающую роль в формировании этнокультурного состава и этнической карты степей Восточной Европы? Я прошу опять вернуть эту вот большую карту, черно-белую, просто чтобы ее буквально в 2 словах прокомментировать. Так, вот, пожалуйста, на ней остановитесь минуточку. Вот я специально вынес в отдельную карту погребения, курганы с типично агузскими признаками. Это или захоронение над человеком, это или наличие копоушек и птицевидных подвесов, кости коня на деревянном перекрытии или в заспе могилы. Ну, сама статистика, география этих погребений, по-моему, наглядно показывает, кто был хозяин в степях Восточной Европы. Массовое переселение агузов или торков в степи Восточной Европы начинается в первой половине XI столетия, и было это вызвано известными нам событиями, то есть нашествием с востока сары-кыпчаков или половцев. Вот переселение части агузов на запад, переселение, которое состоялось в силу политических причин, вызвало новый виток
агузо-печенежских войн, что вполне и понятно, и что хорошо освещено в письменных источниках. Что касается печенегов, оставшихся, то есть что касается печенегов, которые мне представляются, это вторая группа печенегов, прошу прощения, тороплюсь, вот скачу, агузов, ушедших не на запад, а на юг, что зафиксировано тоже в письменных источниках, то их переселение было вызвано, по-видимому, не только социально-политическими причинами, не только натиском кыпчаков с востока и северо-востока, но и тем, что по своим природно-географическим условиям степи Волго-Уральского региона в то время на рубеже 9, 10, 11 веков находились в том состоянии аридизации, усыхания, в котором они находятся и по сей день. То есть, чтобы представить, в каких климатических, природных, ландшафтных условиях обитали агузо-печенеги, достаточно взглянуть сейчас на степи Саратовского Заволжья, Астраханского Заволжья, Западного Казахстана. А что касается степей Южного Приуралья, куда и двинулась основная масса агузов, они же уже сельджуки, то эта территория, как раз по данным почвоведов, находилась в стадии гумидизации, то есть увлажнения. Ну и поэтому, когда на исторической арене азиатских степей появляется третья геополитическая сила, то есть вышедшие из Приуралья, степей Алтая, кимако-кыпчакские племена, то направление, маршруты отступления агузов из Заволжья и Южного Приуралья уже были обозначены. То есть основная масса уходит на юг. Давление кыпчаков с севера и северо-востока – это, на мой взгляд, и была основная причина массовой миграции агузов по расходящимся направлениям. Началось это давление, по-видимому, не позже середины 20-х годов XI века, когда, по сведениям мусульманских историков, первые 4000 туркмен переправляются через Амударью и расселяются в Северном Хорасане, а вслед за ними, около 1030-х годов, и сами кыпчаки появляются у границ Хорезма. Археологические следы агузо-туркмено-сельджукской миграции в Среднюю и Переднюю Азию еще предстоит выявить, так же, как и предстоит выявить археологические следы пребывания печенегов и агузов и в Мавераннахре, то есть в междуречии Сырдарьи и Амударьи. Когда это произойдет, сказать трудно. Я уже не надеюсь увидеть эту счастливую картину, поскольку, к сожалению, наши коллеги, окормляющие степи, лежащие к востоку от Волги, основное свое внимание сосредотачивают на курганах ранних кочевников или на средневековых и древних городах. А степь, она пока не получила достаточного внимания археологов, кочевниковедов, к сожалению. Ну и еще один момент, который усложняет поиск агузов и агузов-туркмен, это то, что значительная часть из них, отталкиваясь от данных письменных источников, по-видимому, уже были мусульманами, со всеми вытекающими для археологии последствиями. То есть нивелировка каких-либо этнических, этнокультурных признаков. Что же касается агузов-торков, то их появление в степях Восточной Европы, которое маркируется погребениями соответствующих типов, вот, представленных на карте, это было вынужденное, как я уже сказал, вторжение, и которое сопровождалось очередным витком агузо-печенежских войн 40-х годов XI века. Описанные хорошо в письменных источниках, эти войны в конце концов закончились вторжением
сары кыпчаков, половцев, появившихся на Северном Кавказе и у границ Киевской Руси в 1050-1055 годах. И таким образом до вторжения, половецко-кыпчакского вторжения в Восточную Европу, вопреки мнению исследователей, например, покойной Светланы Александровны Плетневой, основную политическую и этнокультурно-этническую силу в степях Восточной Европы составляли половцы. Дальше встает интересный вопрос, на который у меня еще нет ответа, это о том, куда расходились печенеги, не половцы, печенеги, куда расходились печенеги после вторжения, половецко-кыпчакского вторжения. Одна часть их, что известно и по письменным, и по археологическим данным, оказывается в Паннонии и Венгрии. Ну, а дальше мы ничего сказать не можем пока. Что касается восточноевропейской вот этой вот периферии Великого пояса евразийских степей, то куда оттуда делись печенеги, пока сказать очень и очень сложно, если вообще возможно. Поскольку погребальный обряд, основной маркер этнокультурной принадлежности кочевнических памятников, у сары кыпчаков, половцев, заметно отличается от печенежского. И дальше можно фантазировать все, что захочется, но имеющиеся данные пока свидетельствуют о том, что не могли же они быть все уничтожены, безусловно, поголовно печенеги. Значит, мы имеем право и возможность предполагать, что какая-то их часть уходит на периферию Великого пояса евразийских степей, то есть восточноевропейских степей в данном случае. Но вот на какую периферию, здесь пока наука молчит, археология, в частности, молчит. Благодарю за внимание и прошу прощения за сумбурный показ слайдов. У меня это все было рассчитано на неспешную, такую лекцию. Спасибо. Спасибо большое. У вас будет такая возможность на круглом столе, или во время дискуссии, или до того, еще более расширить свой доклад. Спасибо вам большое. Слово предоставляется академику Академии наук Татарстана, доктору филологических наук, профессору Мирфатыху Закиевичу Закиеву. Тема доклада – вопрос языковой принадлежности алан и асов. Племена, носившие этнонимы ас, алан, вошли в состав почти всех тюркских народов. Если покопаться в истории всех тюркских народов, есть корни ас и алан. И, как ни странно, они всегда вместе, везде. Но более ясно выражается наличие ас и алан и сейчас, в данный момент, у карачаевцев. Поэтому вот карачаевцев, на карачаевский, вернее, форуме я решил по этому поводу сказать несколько слов. Вопросы языковой принадлежности асов и алан. В конце XIX века, почти весь XIX век,
XX веке, в конце XX века Миллер, а потом Абаев, Кузнецов старались доказать, что асы и аланы были ираноязычными. Чего только не приводили. Сейчас послушаете и посчитайте, удивитесь. Вот я должен сказать, за кого принимали алан их современники. Не мы сейчас. Это очень важный вопрос. Одно дело мнение историков, современников алан. Совсем другое дело старание современных ученых понять историю так, как им хочется. Если взять так называемую скифо-сарматскую обширную территорию, то мы увидим, что древние авторы часто отождествляют предшествовавшие по времени народы региона с последующими. Так еще в ассирийских источниках VII века до нашей эры киммерийцы отождествляются со скифами, скифы отождествляются с сарматами, сарматы с аланами, скифы, сарматы, аланы с гуннами, аланы, гунны с тюрками и так далее, и так далее. Вот до настоящего времени так и идет до тюрков. Римский историк IV века Аммиан Марцеллин, который очень хорошо знал алан и оставил самые полные сведения о них, писал, что аланы во всем похожи на гуннов и языковом плане. Переводчик истории Иудейской войны Иосифа Флавия, написано в 70-х годах нашей эры. На древнерусский язык этноним алан передает словом «яс» и без тени сомнений утверждает, что этот язык ясский ведомый есть от печенежского рода родителя. Аланы оставили заметный след и в Среднем Поволжье. Здесь их отождествляли с тюрками, в частности, хазарами. В этом регионе встречаются топонимы, которые восходят к этнониму алан. У удмуртов сохранилось предание о древних народностях. Они мифологического героя называли Алан-Гассар, Алан-Хазар. И все, что приписывалось ему, относили к народу Нугай, то есть татарам тогда. Татар называли нугаями в Среднем Поволжье. Которых по-другому называли еще и курук, они называли. Где ку, белолицые, ир, бигр, хозяин и так далее. Здесь налицо отождествление алан с нугаями татарами. В официальной исторической науке случаи отождествления скифов, алан, гуннов, хазар, тюрков объясняются обычно тем, что древние историки якобы часто путали эти народы. На самом деле они не могли путать, ибо говорили о событиях, свидетелями которых были сами. Для того, чтобы сознательно путать, у них тогда не было политических установок. Наоборот, подобные установки толкают отдельных современных авторов понять древние источники по-своему, исправлять их. Если внимательно, объективно изучать сообщения древних, то становится неопровержимо ясно, что в так называемых скиф-сарматских регионах и в древности, и в средние века жили в основном одни и те же племена. Эти территории сейчас населены своей основой теми же народами. Отождествление скифов, сарматов, алан с тюркскими племенами сохраняется и в наши дни. Например, и в древности, и сейчас тюрки, балкарчи, карачаевцы именуют себя этнонимом алан,
Аланами называют карачаевцы менгрелы, ассиями они себя называют. Я пропускаю. Этноним яс – это самый древний этноним тюрков. По ассирийским и другим древневосточным источникам азы были известны в Передней Азии еще в IV тысячелетии до нашей эры. Их этноним в форме ут встречается и в других регионах. Об этом пишет как раз скифовед Ельницкий. В древнетюркских рунических памятниках VIII века асы зафиксированы как тюркские племена. Они много раз упоминаются рядом с тюрками, киргизами, представлены как ветвь тюргишей. Аль-Бируни, как ученый, заявляет, что язык асов и алан напоминает язык хорезмийцев, печенегов. Между прочим, хорезмийцы были тюркоязычными, входили в Массагетский союз племен, которых древние отождествлялись с гуннами. И по сообщению Аль-Бируни, хорезмский язык был близок к печенежскому, который, в свою очередь, по сообщению переводчика Иосифа Флавия, напоминал алано-асский язык. Да и слово «хорезм» образовался от тюркских этнонимов «суар», «хуар» и «ас», «хуар асым», «мой хуарас». Обратимся к русским летописям, где говорится, что в 965 году Святослав ходил в Козары, победил и ясов одновременно, косогов. Здесь есть подтекст, отождествляющий хазар с ясами. Если это так, то выходит, что булгар и буртасов по Волжье называли ясами. Так пишет Шпилевский, наш историк. У русского князя Андрея Боголюбовского, жившего в XII веке, жена была болгаркой. Татищев эту жену князя называет княжна Ясовская. Тогда называли ее. Основа ас имеется в составе этнонимов у нас буртас, лесные асы, занимающиеся бортничеством, язгыр, агузские племена у Кашкары, ясыр, туркменские племена, языги, сарматские племена, ок-ас, огуз, асы, окские, таулас, таулы-ас, горные асы, суас, водные, речные асы. Марийцы по своей древней традиции казанских татар называли, часть из них и сейчас называют казанских татар суасами. Этноним суас был самоназванием предков татар. Пермские татары, предки которых были непосредственно связаны с бьярами, белярами и булгарами, до принятия в то время сословного этнонима татар, назвали себя остяками. Остак, ослак, что означает осовские люди, ибо остяк происходит от слова остак. Таким образом, слово «ас» со всеми фонетическими вариантами для обозначения тюркоязычных племен применялось очень широко. Аланы и свой славный боевой политический путь прошли рука об руку со своими тюркоязычными сородичами, гуннами, хазарами, половцами. С XIII века аланы-асы перестают быть господствующими среди других тюркоязычных племен. Но это ни в коем случае не означает, что они исчезли физически. Они сохранились среди других тюркоязычных народов и постепенно входили в их состав, принимая другие этнонимы местных тюрков. Это я могу продолжать еще. Если бы скифы, сарматы, аланы были осетиноязычными, то они по всей Евразии, а ведь аланы асы по всей Евразии жили, должны были оставить после себя осетинские этнонимы, топонимы вернее. Их нет.
так и по всем признакам Аланы Асы являлись этническими корнями тюрков и принимали участие в образовании многих тюркских народов, в первую очередь карачаевцев и балкарцев. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Мирфат Экзакиевич. Слово предоставляется Светлане Александровне Боринской, доктору биологических наук, главному научному сотруднику лаборатории анализа генома Института общей генетики Российской академии наук. Тема доклада «Генетика междисциплинарных исследований балкарцев в контексте всемирного исследования ценностей». Прошу. Презентацию, пожалуйста, поставьте. Спасибо. Я очень рада возможности сделать сообщение на этой конференции, потому что наша лаборатория ведет междисциплинарные исследования с участием генетики. И междисциплинарные обсуждения очень важны. Следующий, пожалуйста. Прошу прощения, когда вы будете слайды говорить, всех прошу, значит, слайды, в микрофон говорите, потому что там не слышно. Да, Спасибо. Спасибо. Наверное, все присутствующие знают об исследованиях генетиков, посвященных антропогенезу, происхождению, расселению человека и попыткам понять историю формирования разных народов, используя данные генетики. Я сейчас буду говорить о другом направлении, которое зародилось в последние годы, и начали появляться работы в этой области. Это попытки объяснить какие-то культурные особенности привлекают данные генетики, объяснить психологические особенности и рассматривать в этих рамках, сравнивать представителей разных народов. Я расскажу об исследовании, очень коротко, всемирное исследование ценностей. И, казалось бы, где ценности, а где гены? Как могут ценности иметь какой-то генетический вклад? Но, тем не менее, такие работы и сейчас начали появляться. Всемирное исследование ценностей проводится более 30 лет. Организует его и руководит им Рональд Ингельхарт, социолог из Мичиганского университета. Проводятся социологические опросы, направленные на выяснение ценностей, динамики ценностей в разных странах. Сейчас почти в 100 странах такой опрос проводился и в России. Следующий слайд, пожалуйста. Да, в России проходит под руководством и в сотрудничестве с Рональдом Ингельхартом, ведет это Высшая школа экономики, социолог Эдуард Панарин, с которым мы сотрудничаем. Такой опрос был проведен в 2012 году. В него было включено 6 тысяч человек из 6 регионов, в том числе Кабардино-Балкарии. И, соответственно, там присутствовали и балкарцы. Я взяла такой простой и волнующий вопрос, насколько люди счастливы, как люди отвечают на вопрос, счастливы они или нет. Примерно 3/4 опрошенных во всех регионах отвечали, что они очень счастливы и скорее счастливы, чем несчастливы. Я подчеркиваю, что это ответы на вопросы. Да? У нас нет какого-то градусника, которым мы можем померить счастье. И балкарцы тоже ответили на этот вопрос. Внизу на этом слайде вы видите количество опрошенных мужчин и женщин. И мы видим, что разные регионы отличаются, но не очень сильно по доле людей, считающих себя счастливыми или считающих нужными сказать, что они счастливы. Следующий слайд, пожалуйста. А вот это ответ еще на один простой вопрос. Вся анкета – это более 100 вопросов, которые потом обрабатываются, делаются очень интересные выводы, которых я здесь сказать не успею, но просто предлагаю тем, кому интересно, следить за этим на сайтах проекта. Здесь был простой вопрос, насколько опасна ситуация там, где вы живете.
И здесь отличия уже значительно больше между разными регионами и представителями разных этнических групп. Мы видим, что две кавказские группы, кабардинцы и балкарцы, в них чаще дают ответ об опасности окружающей обстановки, чем в других регионах. Вот самый низкий показатель в этом плане в Чувашии. Следующий слайд, пожалуйста. А вот теперь мы дошли до генетического исследования. У опрошенных были собраны образцы слюны с их согласия, с так называемой процедурой информированного согласия. Им объяснили, зачем это исследуется. И из слюны была выделена ДНК, мы определили, какие гены у людей. Вот здесь представлены данные по одному из исследованных генов. Это ген транспортера серотонина. Серотонин еще называют гормоном счастья. Есть исследование, что разные варианты гена вот этого транспортера серотонина, вариант называется аллелем у генетиков, дают разную склонность к депрессии, например. То есть один вариант несколько больше риск депрессии, другой меньше, потому что они влияют на обмен серотонина. Вот здесь красной линией показан одна группа генотипов. Доля счастливых людей среди них не меняется, чуть-чуть снижается, но не сильно меняется в зависимости от обстановки. Как в опасной, так и в безопасной доля людей, которые говорят, что они счастливы, примерно одинакова. А вот другой вариант гена так сказать, делает людей более чувствительными к изменению обстановки, судя по нашим данным. То есть в опасной ситуации у носителя этого варианта снижается немножко, не сильно, но снижается доля людей, которые говорят, что они счастливы. Следующий слайд, пожалуйста. Этот ген нельзя назвать ни геном депрессии, ни геном счастья. Счастье, безусловно, не может зависеть от одного гена, это слишком сложное понятие. Но те результаты, которые мы получили, говорят, указывают на то, что этот ген может иметь небольшой вклад в то, насколько люди счастливы. Более 10 лет назад было проведено исследование, которое очень известно и высоко цитируется, о влиянии этого гена на склонность к депрессии у молодых людей в зависимости от условий воспитания в детстве. И если условия воспитания в детстве были хорошими, в левой части слайда вот, разноцветные кривые показывают разные генотипы, разные варианты генов у людей, то генотипы не отличаются по склонности к депрессии, а в плохих условиях различия между ними проявляются. Примерно такая же картина, как получена в нашем исследовании. Следующий слайд, пожалуйста. Мы изучили популяции разных регионов Евразии и построили карту в Евразии и в Африке частоты вот этого счастливого варианта, если его так условно назвать, счастливого варианта гена. Наиболее часто он встречается в Китае, Японии, наиболее редко в африканских популяциях и средняя такая частота в Европе. Недавно, буквально неделю назад, в российских и западных СМИ прошли публикации о том, что британцы не могут быть счастливы, потому что у них вот ген не такой. Как раз речь идет об этом гене. И вот такие интерпретации, эта работа была сделана экономистами, интерпретации абсолютно некорректные, потому что в Китае тот ген, который, тот вариант гена, который делает вроде бы европейцев немножко более счастливыми, ниже риск депрессии, в Китае все наоборот, он как раз повышает риск депрессии, несмотря на то, что он там очень часто встречается. Поэтому такие исследования, когда ведут не генетики и делают какие-то громкие выводы, к ним надо относиться очень осторожно. Я поэтому хочу привести пример. Я хотела обсудить проблемы междисциплинарных взаимодействий на этом форуме. Я хочу привести пример исследования этого гена психологами. Следующий слайд, пожалуйста. Психологи, американские психологи Джен Чао и Кристина Близински провели исследование, в котором сравнили частоты
вариантов гена транспортера серотонина с таким признаком, как коллективизм и индивидуализм по Хофстеда. Это признак, установленный на основе опросов в разных странах. Для многих стран рассчитан, для десятков стран рассчитан индекс коллективизма и индивидуализма. И они увидели, что географическое распределение этого индекса похоже на распределение частот аллелей гена транспортера серотонина. И сделали из этого вывод, что ген, наверное, вносит вклад в коллективизм, индивидуализм или как-то с этим связан. Следующий слайд, пожалуйста. Как генетик я могу сказать, что этот вывод совершенно некорректен, что географическое совпадение каких-то двух признаков не означает их сущностной связи, даже если они оба имеют отношение к чему-то похожему или одному и тому же, что эту связь надо доказывать. И так думаю не только я. Вскоре после публикации работы Чао-Блезински появился критический разбор их статьи квалифицированным генетикам и антропологам, которые показывали, что их результаты некорректны. Я специально выписала количество цитирований этих статей. Некорректная статья Чао и Блезински, которая утверждает, что гены имеют вклад в уровень коллективизма между разными народами, цитируется более 240 раз, а корректный разбор этой статьи цитируется 19 раз. Я не говорю, что гены не могут иметь вклада, не могут быть связаны с индивидуализмом или коллективизмом. Все может быть, но это надо доказать. В этой статье не доказано, но она цитируется. Для того, чтобы проиллюстрировать понятным не генетикам образом, почему эта связь некорректна, я взяла 50 произвольных, нейтральных вариантов разных генов, аллелей, и прокоррелировала с уровнем индивидуализма и коллективизма. Из этих 55 аллелей коррелировали на уровне большем, чем ген транспортера серотонина. Вот здесь левый график из работы Чао-Блезински, а правый – это один из аллелей, который я произвольным образом выбрала из популяционных данных. Это наглядно показывает, что географическое распределение этого гена, частот аллелей этого гена – это просто след, скорее всего, миграции каких-то популяционных процессов, которые и формируют основную часть, большинство генетических различий между популяциями. Поэтому очень многие гены могут давать такие корреляции с любым культурным признаком, который будет иметь сходное географическое распространение. Этот пример я привела для того, чтобы подчеркнуть, что получается, когда не специалист вторгается в другую область и делает скороспелые выводы. Следующий слайд, пожалуйста. И здесь я не могу не сказать о докладе, который будет представлен на этой конференции. Это работа по ДНК-генеалогии Анатолия Алексеевича Клёсова. Это очень много в интернете этих работ. Я специально взяла публикацию в научном журнале, журнал «Биохимия». Статья начинается словами: в резюме изложены основы новой научной дисциплины, которая называется ДНК-генеалогия. И надо сказать, что генетики очень критично относятся к этой области, хотя я сама с интересом читала статьи Анатолия Алексеевича по биохимии. Например, статьи о ферменте алкоголь-дегидрогеназе, его взаимодействии с другими ферментами для меня были очень интересны. Следующий слайд, пожалуйста. Но новое направление ДНК-генеалогия, которое утверждается как триумф биохимии, вызывает большие сомнения. Оно имеет признаки ненаучного, публикаций ненаучных. Например, следующий слайд, пожалуйста. Здесь ДНК-генеалогия основана на публикациях. Собственно, это журналы, которые Анатолий Алексеевич создал для того, чтобы эти работы публиковать. Как они рецензируются, мне, к сожалению, неизвестно. Но утверждение внутри статьи о том, что опирается на популяционные исследования, сделано таким же оригинальным способом, как в свое время
Лев Ландау процитировал своих предшественников. Ландау, вспомнив, что надо всегда опираться на предшественников, а в его статье нет никаких ссылок, всех процитировал в одной фразе, что такие работы в этой области раньше были. Ссылки от 1 по 50. Вот здесь 36 ссылок, кстати, из них половина процитирована таким образом, что работы раньше были. Следующий слайд, пожалуйста. В результате развития вот этого нового направления, новой дисциплины, исследователь пришел к заключению, которое противоречит заключениям генетиков, как в России, так и в других странах, о том, что Homo sapiens вышел из Африки. Это не научная статья, в отличие от предыдущих, это сайт, на котором развивается ДНК-генеалогия, и на котором говорится, что слабая научная школа, поэтому генетики не понимают заключений новой дисциплины ДНК-генеалогии. Видимо, следующий слайд, пожалуйста. Представлено множество рассуждений, их там очень много, и я не уверена, что не специалист может понять, в чем там дело. Рассуждения, на основе этих рассуждений строится древо по Y-хромосоме, и обсуждение этого древа показывает якобы, что люди из Африки не выходили. Вот с левой стороны древо ДНК генеалогическое, построено Анатолием Алексеевичем Клёсом, а справа, вот я назвала дерево популяционных генетиков. Это работа Рихарда Вильямса и его коллег, сделанная по полным последовательностям Y-хромосомы, левое дерево построено на других принципах. И полное изучение и Y-хромосомы, и полного генома человека показывает, что человек все-таки вышел из Африки. Если посчитать количество мутаций на этих веточках, они примерно одинаковы от корня до каждой конечной веточки. Сколько бы ветвлений по дороге не происходило. Следующий слайд, пожалуйста. Я предполагаю, что биохимик может иметь другие представления об исследованиях, потому что здесь показано, что автор возмущается количеством соавторов в недавно вышедшей статье. И вот 98 соавторов в статье, а бывает и 150 в генетических статьях, потому что десятки и сотни тысяч обследованных людей разными авторами объединяют единое целое и делают очень крупные масштабные проекты. Мне кажется, что возмущение, хотя и не научном журнале, показывает, что какие-то странные представления в целом о популяционно-генетических исследованиях есть у автора. Следующий слайд, пожалуйста. Вот эта книга о происхождении славян, которая не касается происхождения балкарцев, но по моим предположениям, поскольку она написана тем же автором, который здесь будет на круглом столе делать доклад по теме конференции, наверное, на тех же принципах. Вот в этой книге утверждается, что арии – это славяне, и делается подмена, на самом деле, очень опасная, когда генетическим линиям присваиваются этнические ярлыки. Следующий слайд, пожалуйста. И вот в этом фильме, который, может быть, некоторые видели, просто вот таким самым весомым, видимо, доводом того, что у славян и у русских была какая-то история отличная от научных представлений, поскольку изучать их историю научному сообществу почему-то, видимо, запрещено. А вот здесь вот как раз правду-то и открыли. Вот самым весомым доводом, видимо, было сообщение об результатах ДНК-генеалогических построений. И если кого-то привлекает популистские утверждения, которые люди с интересом выслушивают, там, где генетические исследования не могут дать ответ или дают другие ответы, не сенсационные, а ДНК-генеалогия все переворачивает и дает сенсационные ответы,
поэтому, может быть, интереснее слушать, когда нет ограничений экспериментальной процедурой, или они как-то дают возможность давать интересные, увлекательные ответы. На самом деле это, опять-таки, опасно, потому что, когда вопросы касаются национальности, этнической истории, мы попадаем в зону повышенного интереса, и в условиях роста обскурантизма в нашем обществе научное сообщество имеет большую ответственность в том, чтобы придать статус каким-то результатам, статус научных, или дать им должную оценку и критику. Следующий слайд, пожалуйста. Мой главный посыл и главное сообщение моего доклада о необходимости междисциплинарных обсуждений, о том, что нужно шире вести дискуссию между специалистами разного профиля. И как сказал Мурат Джайдаевич, и я приветствую всячески такие высказывания, которые показывают несогласие с другой областью, которые могут быть вызваны как некорректностью, допустим, формирования выборок, так и взаимонепониманием между представителями разных специальностей. И нам необходимо вести дискуссию междисциплинарную для того, чтобы выработать общую терминологию. Генетики согласны менять какие-то термины, которые этнологам кажутся некорректными. Но для этого нужна дискуссия, надо вырабатывать общую, так сказать, приемлемую терминологию совместно. И я надеюсь, что такие дискуссии в разных масштабах будут происходить и далее. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Светлана Александровна. На самом деле, так сказать, это очень важный момент, потому что междисциплинарное сотрудничество, оно только приведет к более, скажем так, правдивому или, как сказать, более научному обоснованию той или иной гипотезы, или объект исследования будет достаточно хорошо исследован. Спасибо большое. Слово предоставляется доктору биологических наук, профессору, заведующей отделом геномики Института биохимии и генетики Уфимского научного центра Российской академии наук Эльзе Камильевне Хуснутдиновой. Тема доклада – изучение гаплогрупп Y-хромосом в популяциях карачаевцев и балкарцев. Уважаемые коллеги, мой доклад называется «Этногеномика карачаевцев и балкарцев». Он будет более шире. В настоящее время, благодаря расшифровке генома человека и открытию множества полиморфных ДНК-маркеров, появился новый раздел науки «Этногеномика», основной целью которой является изучение особенностей геномного полиморфизма и геномного разнообразия отдельных популяций этносов и реконструкция на этой основе их генетической истории. В настоящее время для изучения генетической истории различных народов используют три системы генетических маркеров, которые различаются локализацией в геноме, характером вариабельности и характером мутирования. Это аутосомная, Y-хромосомная и митохондриальная ДНК. Поскольку митохондриальная ДНК наследуется только по материнской линии, то она позволяет изучать женскую историю человечества, а Y-хромосома, которая передается только по отцовской линии, позволяет изучать мужскую историю. А аутосомные маркеры характеризуют сообщество в целом. В настоящее время детально разработаны классификация как митохондриальных гаплогрупп, так и Y-хромосомы. И гаплогруппы Y-хромосомы и митохондриальная ДНК изучены во многих популяциях мира. И показано, что для каждого региона характерен свой спектр и частота гаплогрупп как митохондриальной ДНК, так и Y-хромосомы. В настоящее время современными подходами для изучения генетической истории человечества является полное секвенирование индивидуальных геномов и полногеномный анализ однонуклеотидных полиморфных локусов благодаря открытию так называемых чиповых технологий. Чиповые технологии
позволяет изучать от нескольких сотен тысяч до 5 миллионов различных полиморфных локусов. Так, полногеномный анализ 650 тысяч полиморфных локусов у 1000 индивидов из 50 популяций мира позволил четко дифференцировать все популяции на отдельные регионы и континенты. А полногеномный анализ популяции Европы позволил показать четкое соответствие генетических расстояний географическим. И индивиды из одного и того же региона четко разделяли и образовывали отдельный кластер. Кроме того, в этой работе было показано, что ДНК индивида может быть отнесена к их географическому положению или происхождению с удивительной точностью внутри нескольких сотен километров. И, конечно, наиболее важной для изучения генетической истории различных популяций является анализ геномов древних людей. Так, изучение геномов древних людей, земледельцев, и охотников-собирателей возрастом 8 тысяч, и сравнительный анализ этих геномов с современными ДНК 200 тысяч индивидов из 200 популяций мира позволил сделать предположение, что родословная всех европейских популяций восходит к 3 основным предковым группам. Это автохтонные охотники-собиратели, земледельцы Среднего Востока и древние североевразийские популяции, принадлежащие верхнепалеолитическому населению Сибири. В настоящее время дана более-менее подробная характеристика для этнических групп Кавказа, как археологами, этнографами, так и антропологами, а также генетиками. Но все еще существует множество дискуссионных вопросов, в частности, вопросы о происхождении тюркоязычных популяций и об их взаимоотношениях с другими этническими группами региона. Нами использован комплексный анализ 27 этнических групп Кавказа и проанализирована митохондриальная ДНК, Y-хромосома и проведен полногеномный анализ 600 тысяч однонуклеотидных полиморфных локусов. В результате анализа митохондриальной ДНК был получен широкий спектр гаплогрупп митохондриальной ДНК популяции Кавказа. Но подавляющее большинство линий митохондриальной ДНК представлены западноевразийскими линиями, то есть 90%, за исключением каранагайцев, у которых доля восточноевразийских линий составляет практически 50%. У карачаевцев и балкарцев доля западноевразийских линий 95%. И все эти западноевразийские линии имеют переднеазиатское происхождение. Наиболее частыми у карачаевцев и балкарцев являются гаплогруппы U и H, а также другие ближневосточные гаплогруппы. Рассчитано время коалесценции. Например, время коалесценции для гаплогруппы U3 составляет 32 069 лет, а для гаплогруппы T – 26 900 лет. Это свидетельствует о том, что данные гаплогруппы появились на данной территории еще до наступления последнего ледникового максимума. Что касается доли восточноевразийских линий, то она совершенно незначительна по материнской линии. Это гаплогруппа D всего 2% у балкарцев и гаплогруппа G 4,7% у карачаевцев. Нами реконструирована филогения гаплогруппы H, наиболее частой на Кавказе, которая имеет переднеазиатское происхождение, и оценен эволюционный возраст субгаплогрупп, а здесь более 100 субгаплогрупп этой гаплогруппы. Эволюционный возраст варьирует от 10 100 до 48 400 лет. Показано, что наиболее вероятным местом происхождения данной гаплогруппы является территория Южного Кавказа и Ближнего Востока. И с наиболее старыми линиями именно на данной территории. Кроме того, начало экспансии данной гаплогруппы, по-видимому, произошло еще до наступления последнего ледникового максимума. Кроме того, в популяции Кавказа найдены субгаплогруппы, которые характерны только для данного региона, что говорит о том, что они имеют автохтонное происхождение. В частности, это гаплогруппы H5 и H20, возраст коалесценции которых составляет 12 200 и 10 100 лет.
Значит, что касается популяции карачаевцев и балкарцев, то у них наиболее частыми являются гаплогруппы H1, H2 и H5. И наиболее частыми субгаплогруппами H1 являются H1A и H1B. Эти субгаплогруппы характерны для популяции Европы. По-видимому, говорит о миграции из европейских популяций Кавказа и Ближнего Востока. Оценка генетического сходства популяций по данным митохондриальной ДНК позволила показать сходство изученных этнических групп Кавказа, и наиболее отдаленными оказалась каранагайцы, благодаря высокой доле восточно-евразийских линий. И кроме того, наиболее отдаленными оказались армяне, чамалинцы и багаулинцы, благодаря эффекту основателя по гаплогруппам H и HV в этих популяциях. И кроме того, у армян, чамалинцев и багаулинцев не обнаружено восточно-евразийских линий. Анализ Y-хромосомы, то есть оценка по мужской линии, показала, что для Кавказа характерен уникальный генетический профиль, который характерен только для данных популяций Кавказа и нигде больше в мире. Здесь для сравнения даны и другие регионы. И наиболее частыми гаплогруппами на Кавказе являются гаплогруппы G, J1, J2 и также R1A. Но, несмотря на уникальность генетического ландшафта Кавказа, наблюдаемое распределение частот гаплогрупп Y-хромосомы в этнических группах этого региона свидетельствует о переднеазиатском происхождении генетического субстрата, участвовавшего в формировании автохтонных популяций Кавказа с последующим значительным дрейфом генов, что и привело к формированию специфичной для Кавказа генетической структуры популяции. По распределению гаплогрупп Y-хромосомы Кавказ можно разделить на 3 региона. Северо-западный Кавказ, куда относятся карачаевцы и балкарцы, и у них обнаружена высокая частота гаплогруппы G2, а также J2 и R1A1. А в северо-восточном Кавказе обнаружена высокая частота гаплогруппы J1, а также R1B2. Нами показано, что и при изучении распределения гаплогруппы G в популяциях Западной Евразии показано, что наибольшая частота наблюдается у осетин, и особенно субгруппа G2P16. У осетин она составляет 63%, у балкарцев 33%, у карачаевцев 32%. Также она встречается в Турции и в Иране. Время коалесценции данной субгаплогруппы составляет 9400 лет, что, в общем-то, соответствует ранней голоцене. И сделано предположение, что данная гаплогруппа G возникла на территории Южного Кавказа, Восточной Алании и Западного Ирана. Другая гаплогруппа J2A, которая характерна для популяции Кавказа или Северо-Западного Кавказа, это J2A2. Значит, она встречается с очень высокой частотой у ингушей 82%, в среднем 20%. И у карачаевцев и балкарцев она встречается с частотой 11,6 и 15,6%. Время коалесценции для данной гаплогруппы рассчитано 12, примерно 14 тысяч лет, что свидетельствует о древнем эффекте основателя в популяции Кавказа, что может быть связано с хвалынской трансгрессией. Кроме того, у карачаевцев и балкарцев высокая частота гаплогруппы R1A. Но буквально в этом году, несколько месяцев назад, были обнаружены новые маркеры для Y-хромосомы, что позволило увеличить филогенетическую разрешаемость. И были найдены маркеры, в частности Z2125, который встречается только в Центральной и Южной Азии. В частности, она была обнаружена с высокой частотой у киргизов 40%, у пуштунов Афганистана и пуштунов Пакистана примерно 30%. И кроме того, данная субгаплогруппа была обнаружена с высокой частотой у башкир. В других популяциях Волго-Уральского региона она была практически отсутствовала. У карачаевцев и балкарцев так называемая азиатская гаплогруппа обнаружена с частотой примерно 20%.
Другая же субгруппа, гаплогруппа R1A, так называемая европейская, это Z282, значит, она встречается в основном в популяциях Восточной Европы. И вот ее подгруппы М558 и М458. Так, наиболее высокая частота, значит, М458 обнаружена в популяциях Восточной Европы, вот в частности у поляков, и, значит, 558 у русских. В популяциях Волго-Уральского региона также высокая частота, вот М400-508. Что же смотрим у карачаевцев и балкарцев? Так называемая европейская субгруппа М558 и 458 встречается с незначительной частотой. Возраст вот R1 PH7, который вот разделилась на данные субгруппы, азиатскую и европейскую, возраст ее составляет примерно 5800 лет. То есть это говорит о том, что носители данной вот субгаплогруппы участвовали в расселении где-то примерно во время медного, бронзового и железного веков. Оценка положения популяции по данным Y-хромосомы, то есть по мужской линии, показала, что наиболее близкие между собой это этнические группы северо-западного Кавказа и Южного Кавказа слева, а справа, значит, показана близость между собой этнических групп северо-восточного Кавказа. И сильный разброс, который мы наблюдаем по некоторым популяциям, видимо, связан с генетическим дрейфом и с разными частотами гаплогрупп Y-хромосомы. Нами проведен полногеномный анализ 600 тысяч однонуклеотидных полиморфных локусов в 10 этнических групп Кавказа. И в результате этих исследований показано, что формирование популяции Кавказа происходило на основе гетерогенного генетического субстрата переднеазиатского происхождения. Вот видим, здесь синий идет с Передней Азии на Кавказ, с последующим дрейфом генов в изолированных популяциях. Кроме того, выявлен отчетливый небольшой поток из Восточной Европы. Это темно-синим цветом здесь видно. И кроме того, обнаружен небольшой, можно сказать, незначительный восточно-евразийский компонент на Кавказе желтым цветом. В частности, обнаружен у балкарцев, у адыгейцев и у северных осетин. И по данным полногеномного анализа, по данной картинке наиболее близкими здесь оказались этнические группы балкарцев, осетинов и адыгейцев. Кроме того, по данным полногеномного анализа обнаружена генетическая преемственность между популяциями Кавказа и Передней Азии, а между популяциями Кавказа и восточноевропейской равнины наблюдается резкое нарушение непрерывности. Популяция этнической группы Кавказа показывает самую низкую степень межпопуляционной дифференциации, в отличие вот от Среднего Востока и от Восточной Европы. То есть показатель генетической дифференциации межпопуляционной у них самый низкий. В настоящее время построен генетический атлас истории метисации 95 популяций человека. И показано, что 80 из них испытывали смешение, метисацию, и половина из них многократные волны смешения. И были рассчитаны время метисации, а также, значит, какие этнические компоненты смешивались. И был сделан вывод в этой работе, что метисация является практически универсальной силой, формирующей популяцию человека. И нами на основе полногеномных данных было оценено время метисации автохтонного и южносибирского предков тюркоязычных народов на основе анализа длин хромосомных сегментов. И время метисации варьировало от 410 лет для турков, 500 лет для балкарцев и 1190 лет для казахов, киргизов и уйгуров. То есть здесь мы оценивали метисацию автохтонного тюркоязычного и южносибирского предков тюркоязычных народов. И по данным нашего
наших исследований было сделано следующее заключение, что основой генетического субстрата или основой генофонда народов Кавказа является местный автохтонный субстрат, и на который потом происходило наслоение разных компонентов, но, скажем так, значительно меньше, чем сам местный компонент. В частности, по данным полногеномного анализа генофонда автохтонных народов Кавказа сформировался в результате разновременных миграций населения с территории Ближнего Востока и лишь в незначительной степени за счет миграции с восточноевропейской равнины с последующим дрейфом генов в изолированных кавказских популяциях. Митохондриальный генофонд карачаевцев и балкарцев практически полностью представлен западноевразийским компонентом, имеющим переднеазиатское происхождение. А по данным изучения Y-хромосомы показано, что карачаевцы и балкарцы имеют существенный вклад ближневосточных, заметный вклад азиатских и незначительный вклад восточноевропейских гаплогрупп Y-хромосомы. Спасибо за внимание. Спасибо большое за интересный доклад. Уважаемые коллеги, у нас в 18:30 должно было быть презентация книги «Карачаевцы и балкарцы». Вот Людмила Ивановна Мисонова здесь сидит, и, значит, но у нас остались доклады. Доклады интересны, если, значит, есть, послушаем до или докладчики, тогда, так сказать, очень большая просьба сократить, значит, ну, не так намного, но все равно. Согласны, нет? На завтра перенести? Но на завтра, наверное, так сказать, пленарного не будет у нас. Вот уважаемый Гасан Азизоглу говорит, надо все-таки всем дать слово. Наверное, будет это этичнее. Значит, 5 минут. Сколько докладов? Осталось у нас 5 докладов. По короткой схеме, говорят. Но в любом случае у нас будет возможность еще пленарное заседание будет, значит, в пятницу. И мы, в принципе, сможем более шире дать людям слово, чтобы они еще больше раскрыли свои темы докладов. Но слово предоставляется кандидату филологических наук, ведущему научному сотруднику Института мировой литературы имени Горького, Российской академии наук Танзиле Мусаевне Хаджиевой. Тема доклада «История собирания и изучения карачаево-балкарского фольклора». Добрый вечер. Я в силу того, что в той книге, которую вы сегодня все получили, «Балкарцы и карачаевцы», большой раздел есть там фольклор, и там я, можно сказать, изложила все, что хотела сказать по этой теме, поблагодарила и сказала, стараясь не забыть всех тех, кто столько сделал для сбора, публикации, а также ну, как бы, трансляции дальнейшей нашего фольклора. Поэтому буквально я скажу несколько слов, а в силу того, что мы плавно, я думаю, можем перейти к презентации, и буквально несколько слов о второй книге, которую вы тоже получили, «Нарты на английском языке». Профессиональная карачаево-балкарская фольклористика возникла в конце 60-х годов прошлого века. С этого времени появляется ряд фольклористов, прошедших специальную теоретическую подготовку в научных центрах бывшего СССР, в Москве, Тбилиси и других городах под руководством крупных ученых-фольклористов Гацака, Далгат, Кюраглы, Алиевой и других.
ту благородную работу по сбору и публикацию текстов по народной словесности карачаевцев и балкарцев, которые еще в XIX веке начали представители русской академической науки и культуры, зарубежные ученые, а также представители первой национальной интеллигенции, достойно продолжили ученые, писатели Балкарии и Карачая: Шахмурзаев, Атаров, Саттаев, Дудов, Караева, Лайпанов, Халаев, Батчаев, Алиев, Хубиев, Шаманов, Урузбиева, Суюнчев, Гачияева, Артабаева, Таумурзаев, Базиев, Типеев, Кагиева, Кудаев, Гуртуева, Жарашуева и другие. Заметным явлением стали работы последующих карачаево-балкарских ученых: Урузбиевой Фатимы, Кучмезовой Марии, Малкандуева, Караевой Зухры, Рахаева, Каракетова, Кипкеевой, Журтубаева, Малкандуева, Бетировой, Хабичевой, Башиевой, Апоева, Алиевой, Артабаевой и других. Радует исследования нового поколения наших фольклористов. Их диссертационные работы и публикации во многом являются достаточно серьезными заявками в деле дальнейшего изучения нашего фольклора. Это работы Кучуковой, Этезовой, Берберова, Азаматовой, Джамкёзовой, Тахира Талгурова, Маримшауовой, Эфендиевой, Казиевой, Макаевой, Гергоковой, Ахматовой, Лайпановой, Апоевой, Тикеевой и других. Теперь, что касается задач, стоящих перед карачаево-балкарскими фольклористами, буквально два слова. Во-первых, это в первую очередь, конечно же, подготовка фольклористов, музыковедов, фольклористов-текстологов и переводчиков фольклорных текстов. Остается актуальной проблема издания свода карачаево-балкарского фольклора с переводами и комментариями. Одной из важных задач фольклористов является также организация и проведение перманентных научных экспедиций не только в КБР и КЧР, но и среди наших соплеменников, проживающих за рубежом, а также в странах СНГ. В своем выступлении мне бы хотелось сказать и об издателях книг по духовной культуре карачаевцев и балкарцев. Это, конечно, вы их знаете, издатели из Нальчика Виктор и Мария Котлярова. Например, благодаря им у меня вышли и такие книги, как «Кёчкюнчлен эскетмеса. Поэзия депортации», «Хрестоматия по карачаево-балкарскому фольклору», первый том двухтомного издания сказок. Мы все знаем, какую огромную работу ведет Эльбрусойт. Спасибо Али Хасановичу Татаркулову за то, что он уделяет очень много внимания издательской работе. Это не только прекрасные издания дайджеста Эльбрусойт, которые составляет и выпускает его главный редактор Людмила Батчаева, но и много книг по фольклору, литературе, большинство из которых готовит к печати Фатима Байрамукова. Сейчас Эльбрусойт начал работу над проектом по изданию аудиокниг. Уже выпущены аудиокнига «Поэзия» Керима Атарова и аудиокнига «Нарты», которую вы тоже сегодня получили. И теперь мне хотелось бы буквально сказать несколько слов по книге. В 1994 году в академической серии «Эпос народов Европы и Азии», раньше он назывался «Эпос народов СССР», был издан том «Нарты. Героический эпос балкарцев и карачайцев», где-то самобытная версия общекавказской нартиады, представлена во всем ее высоком художественном совершенстве. В него помимо оригинальных 172 эпических текстов, я подчеркиваю 172, объясню, почему эпических текстов, это песни и сказания, записаны
написанных на протяжении 120 лет, начиная с 1879 года, включено обширная, значит, помимо этого, значит, статья «Нарский эпос карачаевцев и балкарцев» и статья Урузбиева «Сафар Али», написанная еще в XIX веке, и музыкальная статья Рахаева. Почему я это перечисляю? Вот это все, что вот в той огромной книге, а вот и том, ему подарили, по-моему, то ли в Абхазии, то ли в Грузии, Дэвиду Ханту книгу нашу, эту академическое издание «Нарты». Он настолько заинтересовался этими нартами и сказал, а ведь до этого вы все его знаете, здесь вы прочитаете его биографию, и как много он сделал в деле, вот именно он переводит фольклор почти всех наших кавказских народов. И он сказал, меня удивила архаика и красота этих сказаний. Позвонив мне, он получил разрешение авторское от меня и от нашего института и перевел вот этот том. Благодаря Дэвиду Ханту, действительному члену Лондонского общества фольклористов, мои нарты, нарты моего народа заговорили на английском языке. И я с этой трибуны хотела бы еще раз поблагодарить этого человека за этот огромнейший его труд. Помимо этого, я бы хотела это озвучить тоже. Книга издана опять под грифом «Имли», благодаря профессору Чеченову Алию Ахматовичу. Она издана при его финансовой поддержке. Это тоже я хотела просто именно на пленарном озвучить, когда есть все. В зале присутствуют и наши гости из Турции, потомки карачаевских мухаджиров Адельхан Адель-Оглу и Уфук Таукул, которые перевели наши нарты на турецкий язык и публикуют в различных изданиях в Турции. А совсем недавно у Уфука Таукула вышла монография, которая так и называется «Нарты». И еще вот слова благодарности я хотела сказать человеку, который тоже присутствует в этом зале. Это писатель из Норвегии Эрлинг Киттельсен, который очень известен на Западе. И этот человек, прочитав наши нарты и наши, и другие версии нартов, очень заинтересовался нашим эпосом, и он сейчас занимается тем, что проводит параллели между нартами и Эддой. Вот я хотела еще раз поблагодарить этого человека, пожелать ему удачи. И Мелетинский, и другие наши ученые обращались к Эдди, но вот так, чтобы с нартами так сравнивать, это будет первая работа. Вот все, что я хотела сказать. Спасибо. Удачи в дальнейшей работе нашей конференции. Извините за сумбурность. Спасибо за внимание. Прекрасный доклад. Танзиля Мусаевна, огромное спасибо. Слово предоставляется доктору филологических наук, профессору кафедры литературы Института филологии Карачаево-Черкесского государственного университета имени Алиева Зухре Басхануковне Караевой. Тема доклада «Национальный литературный процесс. Структура и векторы движения карачаево-балкарской словесности». Добрый вечер, уважаемые коллеги. Прежде всего хочу поблагодарить организаторов и устроителей нашего замечательного форума и сказать, что давно не было возможности собраться всем вместе и поговорить о наших проблемах. Это первое. Второе. Говорить о литературе после столь занимательных и очень научных докладов, связанных с ДНК, генеалогией, с языковыми процессами, с изданиями фольклора, достаточно трудно, потому что такой
эффектной картины и демонстрации наглядной, чего бы то ни было в литературе, когда мы говорим о литературе, не существует, существуют книги, которые или они есть, или их нету. Вообще литература, а в данном случае литературоведение – это одна из самых субъективных, я даже не могу сказать наук, споры идут вообще, наука ли это, или это что-то на стыке науки и искусства. Но тем не менее, вот все, о чем мы сегодня говорили, это в основном исторические студии. Это обращение к нашему прошлому. Ну, потомки всегда хотят выявить, кто, где, кто я такой, где я нахожусь, откуда я пришел. Да? Но дело в том, что сегодняшнее состояние умов и социальное, и духовное состояние наших народов требует ответа на сегодняшние вопросы, и особенно у молодежи. Я преподаю в ВУЗе, поэтому наблюдаю это повседневно. И ответы на эти вопросы, в общем-то, может дать в духовной сфере, наверное, только литература, если мы говорим о духовной жизни. Дело в том, что все, о чем мы говорим, это неизбежно формирует тот огромный ментальный, духовный пласт нашей культуры, который непонятным способом, но тем не менее обретает жизнь и доходит до каждого человека, от пастуха и до ученого, через художественные все-таки образы, через осмысление, через эмоциональное осмысление. Это литература. Но что говорить о нашей литературе? Мы все знаем тип наших литератур, от чего к чему они шли, этапы развития. Но что происходит сегодня? Я не могу нарисовать никакой благообразной вообще картины происходящего. И должна сказать, что этому есть объяснение. Та схема развития литературы, которая традиционно существует, от фольклора и просветителей, к авторским формам, к жанрообразованию и так далее, она существовала и существует сейчас. Она была, единственно, конечно, нужно говорить о различных и очень сильных влияниях, о том, что наша литература оказалась, и наша культура, как и многие другие, оказалась в силовом поле очень мощной культуры, это русской, и на пути достаточно сильного влияния восточной культуры. Эти все вещи, конечно, корректируют и видоизменяют тот путь развития, который существует. Мало того, нужно сказать, что, в общем-то, мы пережили несколько цивилизационно-культурных сломов в истории нашей культуры. Это, 19 начало 20 века. Тут трудно не говорить о том, что карачаевцы и балкарцы в том числе перешли из одного социального состояния и уровня в совершенно другой, и, естественно, культурный тоже. И это переход от 20 века к 21 то же самое в социальной истории и, соответственно, в культурной истории наших народов, как и многих других. Это столкновение цивилизационное тоже происходило. Я не говорю еще и о том, что происходили трагедии и катаклизмы национального масштаба, это депортация, и общие, так сказать, государственного масштаба, это война. Все это меняет традиционную картину поступательного, скажем так, развития, классического развития литературы. Но и на сегодняшний день происходит очень интересное явление в наших литературах, о которых я просто-напросто, вывела некоторые результаты и направления развития, результаты некоторых переходных процессов, некоторых маргинальных явлений и направлений в нашем современном литературном процессе. Первый результат цивилизационно-культурного разрыва в литературе на сегодняшний день, я думаю, все это заметили и не смогут отрицать. Практическое отсутствие крупных повествовательных форм в целом масштабной художественной прозы. Вероятно, в связи с тем, что эпический жанр требует объективно-реалистического, так сказать, поддержания гражданской позиции, а не только эмоционального, как в поэзии, отклика. С поэзией пока что у нас особых напрягов нету, хотя она тоже теряет свои позиции. Это достаточно заметно в сопоставлении с литературой 60-х, 70-х годов.
Второй результат, как параллель и реплика к первому. Бурное развитие и жанрообразование документальной прозы. Я думаю, все это заметили. Происходило это и в балкарской, и в карачаевской литературе. Значит, в виде автобиографической, биографической, мемуарной литературы, в форме билетризованных хроник, структурированных повествований, писем и так далее. Этому есть тоже объяснение как социального, так и художественно-эстетического плана. Ну, в период депортации, как вы все понимаете, 14 лет значит, молчания, концентрация эмоциональной жизни народа и накопление огромного количества фактов, событий, противоречивых представлений о реальности и ее переоценок, в общем-то, создали огромный конгломерат, вообще такой хаотичный, требовавший выхода и желавший быть услышанным. И вот литературный процесс, будучи прерванным в 1943 году, практически оставался на уровне 30-х годов. И как бы после реапортации, после возвращения начинался заново. А новый жизненный материал требовал иных подходов, и иных усилий, и иных горизонтов у авторов. Естественно, поэтому для осмысления всего случившегося и, вероятно, возникло такое количество и такая активизация документального жанра. Это попытка осознать реальную историю народа. Третий результат и направление. Активная переработка и использование в качестве художественной основы и структуры своих произведений эпических, мифологических, историко-героических текстов, сюжетов и героев историко-героических песен, нардского эпоса, легенд и преданий. Такое вторжение фольклорно-мифологического начала в современную литературу определялось стремлением авторов в той или иной мере отразить историческое прошлое народа, в их нерасторжимой связи с сегодняшним днем, поддержать себя прошлым как бы. Ну, я не буду называть имена и фамилии, чтобы не затягивать, хотя они все как бы есть и подтверждают данную позицию. Четвертый результат и направление. Такое явление, как переход национальных авторов, пишущих на родном языке, на русский язык. Именно не билингвизм, о котором мы часто говорим, а переход. Человек писал всю жизнь на карачаевском языке или на балкарском, и вдруг начинает писать на русском. Ничего плохого в этом нет, все это замечательно и объясняется желанием не потерять аудиторию, поскольку, к сожалению, язык теряет ареал своего существования, именно литературный язык. На языке не читают, книг выходит мало. Должна сказать, что ну вот, круглое, как бы, 1934 года количество изданий на карачаевском языке в национальном издательстве насчитывало 500 с лишним названий. На сегодняшний день, прошло 80 лет, насчитывает 5 названий, ну примерно. Вот можете судить. И, естественно, писатели пытаются писать на русском, хотя часто это все не оправдывается качеством их русского языка. Ну, я бы сказала еще шестое направление и результат – появление повествования, не соотносящегося с национальной жанровой стилевой традицией. Причем я бы хотела это особо оговорить. Причисление таких произведений некоторыми нашими учеными, ну, например, как они ее определяют, к модернистской литературе или к постмодернистской литературе, ну, литературоведы знают, что это такое, представляется некорректным, поскольку здесь нужно говорить скорее о несколько искусственном стремлении авторов влиться в современную европейскую традицию или стиль и перепрыгнуть волевым усилием в основной поток европейского мирового и культурного развития, то есть строить свои тексты, исходя не из внутренней логики национальной жизни и действительности и менталитета героев, а по канонам и правилам современной западной и некоторой части русской литературы, принятым в качестве некой художественной матрицы. Этот процесс достаточно давно и очень хорошо проанализировал и описал замечательный филолог, культуролог, ученый наш Георгий Дмитриевич Гачев в своей книге «Ускоренное развитие литературы». Ну и седьмое, условно. Все это очень коротко, очень схематизировано, но тем не менее. Седьмое, условно можно обозначить этот литературный феномен последних лет, я его называю одописью.
Поскольку что происходит? Это такая жанровая форма, которая является неким панегирическим, по сути, восхвалением конкретного реально существующего человека, известного в национальном сообществе, известной личности, реально существующей, с гипертрофированным описанием его достоинств и достижений. Интересная с точки зрения особенностей современного литературного процесса во взаимодействии с социальной практикой явления. Его можно отнести к маргинальным в литературе, что не отменяет необходимости разобраться с тем социально-культурным запросом, который вызвал его к жизни. Все сказанное важно для проблемного соотнесения понятий национальная литература, искусство слова, социальность и художественность. Ну, конечно, нужно говорить и об этничности национальной и духовной культуры, ведь литература – это часть духовной национальной культуры. Ну, и нужно сказать о том, что часто раздаются такие возгласы, что некоторую часть нашей истории литературы и литературные факты, и некоторые литературные персоналии, поскольку они выражали иную идеологическую позицию, чем которую мы, так сказать, проповедуем сейчас, стояли на иных позициях, так сказать, социальных, их нужно исключить из истории литературы, они в ней не должны присутствовать. Абсолютно ненормальная вообще эта мысль, и каждое, нужно сказать, литературное явление или персоналия, независимо от их сегодняшней ценностной характеристики, это факт национальной духовной жизни, изъять который из истории невозможно, а исследовать, анализировать и определять взаимодействие истоков и сегодняшних реалий необходимо. Особенно это касается литературного процесса в национальных литературах, где культурный слой, ну, в кавычках, именно в литературе, еще слишком тонок, чтобы оставлять на обочине кого бы то ни было или вне историко-литературного процесса. И потому каждый представитель этой культуры, этой литературы ценен и значим для национального культурогенеза. Это все, но я бы хотела еще, вспоминая замечательное выступление Мурата Джатаевича, небольшая реплика. Он говорил о том, что некоторые ученые некорректно, так сказать, рассматривают литературу, опуская те этапы и периоды ее развития, как бы, которые существовали до XX века, XIX веке и так далее. Я уже говорила о том, что литературоведение – это чрезвычайно субъективный вид науки, и поэтому внутри этой науки каждый ученый должен более чем тщательно и скрупулезно и корректно следить за тем, что он говорит и на чем он основывается. У него нет возможности подтвердить свои мнения, допустим, диаграммами, схемами, статистическими данными и так далее. Поэтому говорить о древней литературе можно будет в том случае, да, можно говорить о ней как о протолитературе, но протолитература тоже требует конкретных, извините, текстов, которые можно анализировать, классифицировать и, исходя из их, так сказать, классификации, определять хронологические рамки наших литератур. Спасибо за внимание. Спасибо за и реплику, и замечание. Ну, думаю, так сказать, религиозно-дидактические произведения Юсуфа Эфенди Хачирова, Кязима Мечиева, Чокуна Эфенди Акбаева и так далее, переводы Библии, причем полные почти начала XIX века, которые имеются, я думаю, так сказать, необходимо будет впоследствии проанализировать и понять, что же, как же развивалась духовная словесность карачаево-балкарского народа. Спасибо. Слово предоставляется доктору исторических наук, профессору, директору Центра исследований Кавказа и Востока Европейского института Джусто Николаю Николаевичу Лысенко. Тема доклада «Методология скифо-аланских студий. Кого и как изучать». Уважаемые коллеги, нет, говорят, большего редактора, более строгого, чем сам. Поэтому я себе делаю рамки 5, максимум 7 минут. И позволю себе просто зачитать для ускорения основные выводы своего доклада, а более подробная аргументация будет, видимо, издана в докладах.
Прежде чем перейти к докладу, я хочу выразить искреннюю благодарность организаторам этого форума за прекрасную организацию, за интереснейшие доклады, которые мы с вами имели удовольствие и пользу прослушать. Проблема происхождения и ранней истории вечно воинственных аланов до сих пор остается одной из наиболее сложных в истории ранних кочевников Великой Степи. Научная литература об этническом происхождении скифов и алан поистине безбрежна. В качестве иллюстрации к сказанному можно привести такой частный пример. В одной из наиболее полных сводок, где перечисляются и анализируются различные версии этногенетического происхождения алан, автор этой сводки, известный российский археолог, перечислил 7 различных концепций раннего аланского этногенеза и посетовал на то, что существует явный перебор с вариабельностью этногенеза алан. Это, правда, не уберегло его от искушения предложить свою, уже 8-ю по счету, и притом трехэтапную версию происхождения аланского феномена. Широкий разброс мнений авторитетных в научной среде исследователей по важнейшему вопросу происхождения скифо-аланской цивилизации, наверное, не случайен. Исторические судьбы скифо-аланской цивилизации явно не вмещаются в региональные, среднеазиатские, приуральские, поволжские, предкавказские и так дальше рамки. И бесспорно, что говоря о скифо-аланской цивилизации, мы должны понимать, что имеем дело с этнополитическим феноменом евроазиатского значения, с колоссальным военным феноменом древности, который буквально до основания потряс старый античный мир. Будучи на самом раннем этапе своей истории лишь только частью, восточной частью огромного скифо-сакского суперэтнического массива, асы, осианы, аланы античных источников, к концу 1 века нашей эры по существу сами стали паневроазийским суперэтносом. Четкий и ясный для культуролога и историка след асов-аланов остался на склонах монгольского Алтая, на берегах Или, Сырдарьи, Волги, Терека, Днепра, в отрогах Тяньшаня и в оазисах Согда, на горах Мугаджар и в долинах Кавказа. Центральноазиатские государства Усунь и Кангюй, большинство мелких притяньшанских княжеств, подвластных Кангюю, по всей видимости, также были созданы предками аланов или какой-то их частью, ну, не говоря уже о владениях алан-танаитов и предкавказской Алании. Невзирая на столь крупный этногеографический масштаб осиано-аланской этносферы, большинство современных исследователей приступает к ее изучению все с тем же некогда бесспорно фундаментальным, а ныне, к сожалению, уже устаревшим методологическим инструментарием, который использовали на рубеже 20-го столетия такие классики алановедения, как Всеволод Миллер и Юрий Кулаковский. Сегодня кажется, по всей видимости, уже ясным, что этнологическая концепция Миллера-Кулаковского в значительной мере исчерпала свой весьма прогрессивный в начале новаторский доктринальный потенциал. Вместе с тем я далек от мысли, что тот исследовательский вектор, который очертили своими фундаментальными работами Миллер и Кулаковский, это путь в прошлое. Конечно же нет. Алановедческий вектор в современном осетиноведении не только реален и возможен, но даже и желателен, по-своему перспективен. Другое дело, что это именно частный алановедческий вектор, а отнюдь не маргинальный курс, магистральный курс современного алановедения, по Фрейду, говорят, значит, можно ошибиться, современного алановедения как науки. Впрочем, ничего принципиально нового, в хорошем смысле доктринального курса в современном алановедении пока все еще не просматривается. А если он появится, то каким целям, задачам и критериям этот курс должен соответствовать? В свое время замечательный советский антиковед Сергей Ученко
очень верно заметил, что исторический факт есть всегда факт интерпретированный. «Я убежден, – писал академик, – что факт становится историческим лишь при условии рассмотрения его в неком развитии, то есть в сопоставлении, в зависимостях, связях с другими факторами, прошлыми и будущими, реальными и гипотетическими, или, иными словами, в контексте. Вне контекста нет исторического факта, нет и самой истории». Конец цитаты. Таким образом, если прислушаться к совету академика Удченко, исторические факты, связанные с феноменом скифо-аланской цивилизации, коих накопилось за 1,5 столетия очень немало, правильно и перспективно изучать в каком-то контексте. Но в каком? Мне уже приходилось как-то писать о том, что состояние отечественной и зарубежной историографии по аланской проблеме зачастую напоминает известную притчу о складе с драгоценностями, которая начинает сверкать именно с того угла, к которому подносят фонарь. Понятно, что от подобного странноватого положения в первую очередь страдает академическая наука, страдает скифология и алановедение. Но разве приобретают что-либо реальное в свой интеллектуальный и этнокультурный багаж конкретные народы, тщетно пытающиеся на своем сравнительно узком региональном плацдарме разместить поистине эпохальное геополитическое явление, в конструкции и событиях которого принимали участие многие десятки народов древности? Полагаю, что единственно конструктивным контекстом для изучения феномена скифо-аланской цивилизации должно стать представление об евразийском и полиэтническом характере этого поистине циркумконтинентального феномена. Проблему скифо-аланской цивилизации при сегодняшнем уровне научных представлений о ней не противоречиво и не конфликтно, а значит целесообразно изучать в контексте представления о полиэтничности этого уникального феномена. Этот контекст изучения позволит нам правильно оценить действительно глобальный масштаб явления, а также даст бесспорно позитивную методологию для научной мысли. Методологию, направленную не на заведомо спекулятивную этническую первоверховность, но на консолидацию усилий ученых всех стран и народностей, то есть на конструктивное евразийство, о котором мы много слышим, но пока еще видим только его общие черты, которое может и должно стать новой объединяющей идеей Северной Евразии в 21 столетии. Большое спасибо. Спасибо большое. Слово предоставляется директору Института археологии Кавказа Беслану Хакимовичу Атабиеву. Здесь Беслан Хакимович. Тема доклада «Тюркоязычные предки карачаевцев и балкарцев по данным археологии и проблемы сохранения их наследия». Я буду совсем краток. В первую очередь хочу сказать, что событие, о возможности которого мы впервые собирались и говорили чуть больше 2 лет назад, оно свершилось. Я хочу поздравить вас всех с тем, что впервые состоялся международный форум, на котором проблема этнической и духовной культуры карачаево-балкарского народа как одной составной части всемирного тюркского этноса. Форум состоялся. Спасибо. Вопросы, которые я собирался осветить в своем выступлении, они достаточно сложные, требующие акцентированного внимания. Поэтому с учетом общего состояния аудитории, насколько я понимаю, остались только самые истинные тюрки. Независимо от того, что было записано ранее в ваших паспортах. Поэтому я приветствую вас, всех самых истинных, твердых, настойчивых. Спасибо вам. Я хотел рассказать об особенностях погребального обряда, как одной из наиболее, в наименьшей степени подверженных влиянию тех или иных политических или иных событий. Но, повторюсь, тема крайне сложная.
тема крайне интересная. Единственное, что в сложившейся данной ситуации, с учетом времени, я хочу сказать, никто не сможет отнять у нас главного. Независимо от того, в какой костюм мы одеты, какая ширина скуловой части, какая кожа у нас на руках, никто не сможет отнять у нас главного. Это значительного тюркского кочевнического влияния в нашем с вами этногенезе. Погребальный обряд, несмотря на то, что он один из наименее подверженных всевозможным влияниям, он тоже менялся. Это прослеживается на основании тех археологических материалов, которыми мы располагаем на сегодняшний день. Материалы значительные, материалы, которыми мы сегодня располагаем, они могут внести серьезное изменение на угол атаки с позиции сложившихся традиционных представлений о том, как происходили те или иные процессы на Северном Кавказе. Я имею право так говорить, поскольку только археологическими экспедициями Института археологии Кавказа, который я возглавлял на протяжении ряда лет, в общей сложности на сегодня исследовано более 3500 погребений, хронологический диапазон которых охватывает период с 5-го тысячелетия до Рождества Христова до 17 века нашей эры. Причем исследованиями были охвачены не только какие-то отдельно взятые локальные районы, исследования прошли в степной, предгорной, среднегорной и высокогорной зоне Центрального Предкавказья. В основном это Кабардино-Балкария. Какая-то часть исследований проводилась на территории Ставропольского края, в районе Кисловодска, Ессентуков, Железноводска, Пятигорска. Материал потрясающий по насыщенности материалами, которые свидетельствуют о чрезвычайно обширных и всесторонних контактах древнего населения на протяжении всей истории, которую мы имели возможность наблюдать. На всех этапах идут значительные импорты изделий. Надо полагать не только сюда, на Кавказ, но, судя по всему, судя по той богатейшей материальной культуре и сырьевой базе, которая имеется на Северном Кавказе, судя по всему, эти же импульсы шли и в обратном направлении. И вот в этом взаимообогащении, в этих волнах, откатах, приходах надо искать истину, а не в каких-то отдельно взятых моментах. Потому что, согласитесь, точка зрения человека, который оказался на одном и том же месте с интервалом, скажем, там, в 12 часов на побережье моря, в тот момент, когда был прилив, и позиция человека, который наблюдал отлив, она будет диаметрально противоположна, хотя между ними может быть всего-навсего 12 часов. И мы должны учитывать тот фактор, что когда мы говорим о тех или иных волнах, допустим, тюркской миграции или вообще миграции, какой этап этого процесса, какую волну, отливную или приливную, мы застали в тот или иной момент. Это, на мой взгляд, это крайне важный фактор. И те доклады, которые мы сегодня прослушали здесь, в первую очередь доклады, которые касаются дерматоглифтики и генетики, на мой взгляд, они с течением времени должны будут играть, и они уже играют значительную роль в внесении ясности в вопросы этнического происхождения, этнического взаимообогащения, в том числе карачаево-балкарцев, как составной части не только тюркского народа, но нашего великого многонационального государства. Потому что невозможно отделить один этнос от другого. Мы видим, насколько взаимосвязаны были эти процессы не только сейчас, когда, казалось бы, мы пользуемся самолетами, автотранспортом, морским транспортом, железнодорожным скоростным транспортом, но и в древности. И мы видим, что на тех материалах, которые нам доступны, мы видим, что эти процессы были повсеместными и достаточно обширными. Это только одна сторона вопроса. То, что касается погребений, погребальной обрядности, погребального инвентаря и так далее. Не менее важен другой аспект. Это поселения, это бытовые памятники, это поселение и так называемое традиционное жилищное домостроительство.
Если бы была возможность, я бы постарался достаточно полно раскрыть те элементы в традиционном домостроительстве, которые никоим образом нельзя рассматривать как какой-то одномоментный сложный процесс, который характеризует эволюцию жилища карачаевцев и балкарцев. В первую очередь, это постепенная трансформация, постепенный переход от юрты, несмотря на то, что даже по данным генетики мы все-таки европеоиды, мы кавказцы, но тем не менее в традиционном домостроительстве карачаевцев и балкарцев отчетливо прослеживается постепенная трансформация от круглопланового жилища, несмотря на то, что по материалу это уже не войлок, это уже не каркас, обтянутый кожей, либо другими материалами, а это долговечное стационарное жилище, прослеживается эволюция, трансформация вот этого жилища от круглого к подквадратному, со временем к квадратному прямоугольному. Это тоже имеет свое объяснение, это тоже имеет свою специфику, и это тоже объясняется определенными закономерностями исторического и психологического, в том числе, плана, потому что нам с вами, горным кочевникам, тяжело было сразу строить квадратное жилище, тем более в камне. И что не менее интересно, несмотря на то, что, допустим, балкарские жилища имеют толщину стен до 3,5 метров, а мы в свое время провели огромную работу по изучению покинутых, к сожалению, сегодня балкарских жилищ, а это более 79 точек на карте только Кабардино-Балкарии. При их изучении выявилась интересная закономерность, что несущую функцию эти мощные, выполненные в технике циклопической кладки жилища, стены этих жилищ несущие функции не исполняли. Вся тяжесть ложилась на опорные столбы. И если поднять сегодня терминологию балкарцев, карачаевцев, связанную опять же с традиционным домостроительством, то выясняется, что значительный пласт этой терминологии опять же связан с кочевым степным миром. Чего стоит хотя бы тот факт, что опорный столб, он и у нас, и у народов Средней Азии называется орта-багана. Орта-багана, то есть опорный шест. Почему у нас опор много, у нас балок много, тем не менее опорный столб, он называется орта-багана. То же самое касается остальной терминологии, связанной с традиционным домостроительством. Несмотря на коренное отличие, казалось бы, здесь легкая переносная юрта, здесь мощное фортификационное сооружение, которое представляет собой дом-крепость. Но это уже отдельные частности. Я надеюсь, что в ходе наших секционных заседаний у меня будет возможность еще об этом рассказать. Два слова буквально о тех проблемах, которые мы сегодня испытываем в связи с неимоверной нагрузкой на наше культурное наследие, в том числе материальное, которое связано с теми процессами, которые проходят в целом. Это, наверное, общецивилизационные процессы, но это в то же время не совсем так. За последние годы наблюдается резкий рост уничтожения объектов культурного наследия. Такого не наблюдалось никогда. Даже в те периоды, когда наши территории подвергались вторжению, казалось бы, варваров, тем не менее, такого не было никогда. Только на территории Кабардино-Балкарии за последние 3 года уничтожено более 400, это то, что удалось установить, курганных насыпей. При этом это не какие-то там рядовые погребения, высота насыпи которых достигала, там, скажем, 30-40 сантиметров, которые ежегодно распахиваются. Нет. Это курганы, которые по своей значимости могут быть отнесены только к царским, потому что высота их насыпей от 5 и более метров. Это многочисленные городища. И что самое обидное, это те самые 79 населенных пунктов, в которых еще до 1944 года проживали наши с вами отцы. Сами балкарцы сегодня
разбирают стены этих домов, несмотря на то, что когда ты попадаешь в окрестности этих старых сел, ты понимаешь, насколько они пропитаны историей, потому что я это говорю, может быть, как археолог, потому что я вижу, что время их возникновения относится к 9-10 векам, судя по керамике, судя по остальным элементам. Но сами эти жилища стоят на более древних террасах, возраст которых порядка 4000 лет. И это все сегодня уничтожается в ходе хозяйственного освоения. Поэтому, наверное, немножко предвосхищая события, хотелось бы сказать, что одним из вопросов, который обязательно, на мой взгляд, должен быть затронут в ходе резолюции нашей конференции, это вопросы обеспечения сохранности объектов культурного наследия. Спасибо. Спасибо. Слово предоставляется доктору исторических наук, заведующему отделом Христианского Востока Института Востоковедения Национальной академии наук Республики Армения Александру Акоповичу Акопяну. Тема доклада «Армянские средневековые авторы о народах Центрального Кавказа». Уважаемые коллеги, будучи источниковедом-кадикологом, я постараюсь в своем обзорном докладе вкратце охарактеризовать состояние изученности раннесредневековых армянских источников, содержащих свидетельства о тюркоязычных народах Северного Кавказа. В большинстве своем это хорошо известные и весьма высоко оцененные еще в работах классических востоковедов, кавказоведов и тюркологов многожанровые памятники средневековой армянской литературы. Начиная с V века, после изобретения в 405 году армянского алфавита усилиями Маштоца и его сподвижников. Поэтому я попытаюсь обратить ваше внимание на армяноведческие работы именно последних десятилетий по изучению и изданию текстов, на работы, основанные на большем объеме рукописного, в том числе новоявленного материала, а также на его новых трактовках и расшифровках. Для средневековых армянских авторов, как заметил еще Анатолий Петрович Новосельцев, интерес к северным кочевникам, гуннам, савирам, булгарам, хазарам диктовался постоянными с ними контактами, прежде всего политическими и военными, так как эти кочевники неоднократно вторгались в Закавказье. Когда возникла древнеармянская историография, в областях севернее Дербента господствовали племена, осколки Гунского союза, распавшегося в середине V века. Ранее армянские писатели хорошо знали Алан и Маскутов, и уже в самых первых исторических трудах фигурируют булгары, басилы, хазиры. Примечательно, что все они уже во второй половине V века рассматриваются как старые насельники северных стран, а порой их обитание в последних переносится в легендарную древность. Это конец цитаты. Названный отцом армянской истории Мосес Хоренаци уже называют северокавказских булгаров, басилов и хазиров, относя контакты царей Армении с этими народами уже ко второму веку до нашей эры. Но, видимо, это первый век нашей эры все же, так как легендарному армянскому царю Валашаку приписаны дела Тердата I, действительного создателя Аршакидской династии. Это середина I века нашей эры, не так близко. В последние 2 десятилетия армянистика продолжала заниматься так называемой проблемой Хоренаци и аргументировать традиционную точку зрения, согласно которой историк творил во второй половине V века, а не в VIII или IX веках. Как до сих пор продолжают думать отдельные исследователи, основываясь исключительно на критических замечаниях, высказанных в период так называемой гиперкритики в конце XIX – начале XX века. В этом плане весьма важны последние работы Альберта Мушеряна и Арама Топчана, филологов, а также итальянского армяниста Троины. Первому из них, я сокращу, удалось указать решение по преодолению, кажется, последнего веского довода критиков традиционной точки зрения, а именно упоминание в истории Армении провинции 4-я Армения. Последний топоним заменил древнее название западноармянской провинции
Цопк Софена лишь после административных реформ императора Юстиниана I в 30-х годах VI века. Мушхиям показал, что четвертая Армения, Чорортайк, более понятная после Юстиниана, появилась в какой-то рукописи сочинения Хоренаци благодаря позднему переписчику-редактору, который заменил им название Нижняя Армения, Сторинхайк, которым провинция Цопк обозначалась в конце IV – начале V века, после первого раздела Армении между империей и Ираном, и которая упоминается историками V века Бузандом и Елишеем, наряду со своим северным соседом провинцией Верхняя Армения, Барцельхайк, древний Карноком или Каренитис. Таким образом, в настоящее время в армянской филологии придерживаются точки зрения, что поздние языковые вкрапления в отдельных пассажах труда Хоренаци связаны с вмешательством поздних переписчиков, особенно в VIII-IX веках, которые пытались придать истории Армении, служившей учебником для все новых поколений читателей, более понятный облик, соответствующий нуждам своего времени. Историк Елише в 460-х годах написал свой знаменитый труд, где подробно описывается большое двухлетнее восстание закавказских народов, армян, албанцев. Под этим этнонимом следует понимать метаэтническую общность лезгиноязычных племенных этносов и в меньшей степени иверов грузин против сасанидского шаханшаха Ездигерда II, который в 450 году вознамерился навязать этим народам зороастризм вместо успевшей уже стать чертой национальной самоидентификации христианской веры. Елише упоминает несколько эпизодов сотрудничества с северокавказскими тюркоязычными племенными объединениями, гуннами и хайландурами, как повстанцев армян и албанцев, так и сасанидов. Вопрос о хайландурах, который был камнем преткновения для целого ряда исследователей, на мой взгляд, окончательно разрешился благодаря монографии дагестанского ученого Игоря Семенова, вышедшей в 2007 году «Генеалогия картлийских царей». Автор сумел показать также аутентичность связанного с вышеуказанным сюжета о христианизации части гунского войска, проникшего в закавказские владения сасанидов в 440-х годах, через пару лет после кончины Маштоца, о чем сохранился рассказ в истории 684 года, дословно переписанный в своем во многом компилятивное сочинение «История Албании» арцахским автором конца X века Мовсесом Дасхуранци. Кстати, в 5 томе фундаментальной антологии «Армянские писатели» Матенагир Кайоц в настоящее время вышли уже 19 томов, опубликован подготовленный нами научно-критический текст истории 684 года. Ученым хорошо известны сведения о тюркютах, союзниках византийских императоров Маврикия и Ираклия в войне против шаханшаха Хосрова Апарвеза, содержащиеся в сочинении другого известного армянского историка Себиоса, середины VII века. В литературе чаще применяют форму имени Себиос, однако филологами выявлено, что форма Себиос, сокращение от Евсебиос, более точно воспроизводит рукописную традицию. В эпоху гиперкритики была выдвинута точка зрения о том, что первые несколько глав дошедшего до нас произведения якобы относятся к какому-то другому, анонимному позднему автору. Однако после выхода в свет в 1972 году монографии уникального источниковеда Полоса Ананяна следует признать, что уже нет обоснованных доводов сомневаться в авторстве всего сочинения в полном его объеме. В 2006 году я опубликовал две большие статьи, в которых удалось показать, что некоторые противоречия, возбудившие сомнения гиперкритиков, в действительности показывают три этапа работы Себиоса. Он начал свое сочинение в 643 году и вполне уместно назвал его «История императора Ираклия». В 650 году он продолжил свою работу, описав дальнейшие события, но пока не поменял название, во всяком случае таковое до нас не дошло. И, наконец, он снова взялся за перо во второй половине 659 года и все же оставил свое изложение без ожидаемого финала. Возможно, скончался.
Важные сведения о булгарах, хазарах и саверах Северного Кавказа, так же, как и других кавказских народах, содержит армянская география VII века Ашхарацуйц. Об этом уникальном источнике, научно-критический текст которого мне посчастливилось завершить и опубликовать в прошлом году, я буду подробно говорить в своем докладе на круглом столе. Это будет в четверг у источниковедов. Поэтому здесь я ограничусь кратким резюмированием. Подробное сличение рукописи и историко-филологический анализ текста показывает, что Ашхарацуйц невозможно приписать не только историку V века Мовсесу Хоренаци, но и ученому-энциклопедисту середины VII века Анании Ширакаци. В действительности трактат написан во второй половине 610-х годов анонимным автором. В 616 году в столице Сасанидского Ирана Ктесифоне был созван так называемый Персидский собор во главе с Шаханшахом Хосровым II Апарвезом и его доверенным армянским приближенным Самбатом Багратуни, на котором, по утверждению Себиоса, царь обсуждал вопрос о верном, то есть допустимом в зороастрийской державе направлении среди христианских вероисповеданий, которым в итоге был признан армянский антихалкиданистский толк. Но более расширенный анализ показывает, что на том же соборе, или точнее в его контексте, обсуждались и другие важные вопросы, связанные с тем, что в первой половине десятых годов иранская держава нанесла сокрушительное поражение Византии и, заняв почти все ее восточные территории, обязана была определить новый порядок во вновь обретенных землях. Итак, основная идея и идеология Ашхарацуйца состоит в представлении единой страны Великой Армении, а единой она стала только благодаря этим завоеваниям, в мировом географическом контексте, что было возможно и необходимо лишь в годы успехов Хосрова Апарвеза, поскольку после его поражения и убийства победивший его император Ираклий, согласно тому же Себиосу, восстановил разделенное положение Армении по линии границы 591 года. Но если учесть, что на Персидский собор армянская делегация везла с собой и нужную литературу, упоминается в частности книга Агафангела о просвещении Армении, то можно с большой долей уверенности допустить, что Ашхарацуйц создавался именно в качестве справочного пособия для той же делегации, а тиражировался трактат уже после возвращения этой делегации на родину. Добавим, что еще Керопе Патканян в 1870-х годах показывал, что изложение Ашхарацуйца не могло иметь места после 618 года, поскольку в этом году, согласно свидетельствам летописца Себиоса, Езнака и строительной надписи Комитаса, был воздвигнут храм святой Рипсиме в Валашапате, вместо которого весьма информированный наш автор-биограф упоминает всего лишь часовенку святой мученицы. На этом основании уже академик Еремян датировал появление Ашхарацуйца самым началом VII века, правда, до 609 года, когда армянский католикос предал анафеме примкнувшие к имперскому халкиданству Иверскую и Албанскую церкви и запретил своей пастве посещать их святыни, в том числе и Мцхету, которую армянский географ описывает в весьма положительном свете. Однако в настоящее время последняя точка зрения может быть отклонена, поскольку очевидно, что после Персидского собора обе названные церкви были вынуждены временно отойти от халкиданства до победы Ираклия через 10-12 лет, о чем сохранились свидетельства у автора X века Анании Мокаци и Арсена Сапарели, также в древнегрузинской версии трактата Антиоха Стратика. Уже заканчиваю. Очень много сведений о хазарах и об арабско-хазарских войнах имеется у историка конца VIII века Левонда Вардапета. До последних лет ученые пользовались изданием истории, точнее историографии Левонда, изданного в Петербурге в 1887 году и основанного на единственной рукописи XIV века. Но в 2007 году в 6-том томе вышеназванной антологии «Армянские писатели» вышел долгожданный новый научно-критический текст, автор которого, заведующий рукописным фондом Ереванского Матенадарана Тер Варданян, сверил еще 6 оригинальных списков. Очень важные сведения о северокавказских тюркоязычных народах содержатся в истории Албании автора X века Мовсеса Дасхуранци,
который, как видно из анализа его знаний о топонимии, вероятнее всего происходил из центрального Арцаха, из села Дасхуран, согласно Махитару Гошу и его ученику Ванакану Вардапету, авторы конца XII – начала XIII веков. В рукописях, изданиях и в научной литературе Мосеса Дасхуранцы часто называют и каланкатуаци, каланкатуйским. Но филологами выявлено, что этот вариант имени возник лишь на литературной основе, под пером историка XIII века Киракоса Ганзакеци. Последний, проявив инициативу и поправив своего учителя Ванакана, заметил, что в одной из глав второй книги памятника автор выступает от первого лица и называет себя из села Каланкатуйк в армянской провинции Утик. Но давно уже известно, что в этом месте Дасхуранцы дословно переписал некий источник VII века, а точнее изложенный между 630 и 32 годами источник, который принято называть историей католикоса Вероя анонима Каланкатваци. Он так и издан нами в 2005 году. Критический текст Дасхуранцы издан в 1983 году Варагом Аракеляном, но после детального анализа более 30 рукописей и уточнения их генеалогического древа уже в 1986 году стало понятно, что необходимо приступить к составлению нового научного текста. К сожалению, публикация этой практически готовой работы запаздывает, но взамен в течение последнего десятилетия нами опубликованы подробно аннотированные тексты более десятка больших и малых источников истории Албании, в основном имеющих то же самое арцахское происхождение, которые Дасхуранцы переписывал дословно. В этих публикациях отмеченные источники выступают в совершенно новом свете, а передаваемые ими сведения, в том числе и по интересующей нас сегодня тюркологической... Я уже заканчиваю. Один абзац. Так, сегодня приобретаю совершенно новый уровень аутентичности. Отмечу лишь разночтение или же отсутствие их. Терминов языческой тюркской религии гуннов Дагестана под главенством Алпи Литвера, фигурирующих в подстрочнике издания истории 684 года, которые позволяют судить о точном звучании этих терминов в 680 году. А это термины Чопа, Даркунант и другие, которые в настоящее время еще наблюдаются у Карачаева-Балкар. Информация Мурата Каракетова из работы 1996 года. Ну, я хотел бы завершить, остальное пропускаю. Я потом, я должен объявить. Да-да. И завершить свой обзор я хотел бы заверением, что в ближайшем будущем я попытаюсь издать полный свод сведений армянских авторов о тюркских народах Северного Кавказа. Оригиналы на древнеармянском и переводы на русский. Большое спасибо. Спасибо. Слово предоставляется старшему научному сотруднику отдела археологических фондов Краснодарского государственного историко-археологического музея-заповедника имени Фелицына Юрию Викторовичу Зеленскому. Он выступит с темой «Роль кипчаков в этногенезе карачаево-балкарского народа». Я вынужден высказаться, потому что представитель Армении большую часть своего выступления посвятил истории Армении, и в определенной степени он довольно ненаучными аспектами высказался против Азербайджана. В разное время возникал интерес у исследователей, касающийся вклада различных народов, в том числе тюркоязычных, в этногенез карачаево-балкарского народа. И среди этих вопросов поднимался вопрос о вкладе в этот этногенез кипчаков. В 20-30-х годах неоднократно исследователи обращались к этой теме. Ну и во время такой известной конференции, научной сессии по происхождению балкарского и карачаевского народов в Нальчике в 1959 году
во многих докладах говорилось о вкладе Кипчаков в этногенез данных народов, особенно в их язык, так сказать, или лингвистические элементы рассматривались этого процесса. Ну и до настоящего времени постоянно идут такие рассмотрения этой проблемы. Я все их рассматривать, конечно, не буду, так как времени просто нет. И не хотелось бы останавливаться сейчас на различных дискуссионных вопросах. На круглом столе, если будет возможность такая, я выскажусь более подробно. Хотелось бы просто сказать несколько слов, прежде всего о том, когда, собственно говоря, кипчаки могли проникнуть в горные районы Северного Кавказа. Ну, прежде всего, в XI веке этого не могло произойти совершенно, потому что в этот период вообще трудно говорить о проникновении кипчаков на Северный Кавказ. А в начале XII века, во время переселения кипчаков во главе с Атраком в Грузию, этого тоже не могло происходить, так как процесс был очень быстрым, практически одномоментным. Скорее всего, такое переселение имело место после одного из монгольских походов либо 1222 года, либо 1237-38 годов. Как в письменных источниках упоминается, что кипчаки после монгольских походов укрылись среди высоких гор. И вполне вероятно, что вот как раз речь идет об этом процессе. Процесс был достаточно кратковременным, так как вскоре кипчаки вернулись назад в степи, но все-таки он был. Проникали они сюда небольшими коллективами, может быть, даже отдельными такими группами, и задерживались, как я уже сказал, на достаточно короткое время. Ну и все-таки, несмотря на это кратковременное проникновение, я считаю, что они внесли вклад в этногенез карачаевского и балкарского народов, прежде всего лингвистический вклад в язык и этих народов. И кроме того, как вот уже было сказано одним из моих предшественников, внизу термины, особенно касающиеся строительного дела, строительных особенностей жилищ. Вот так вот вкратце я бы хотел остановиться на этой теме. К сожалению, я вот думал выступить более подробно. Если получится, выступлю на круглом столе. Спасибо. Спасибо большое. Уважаемые коллеги, у нас официальное количество выступающих. Вот последнее, наверное, дадим слово, если он желает, доктору исторических наук, профессору Тбилисского государственного университета Зурабу Бахваевичу Квициани. Здесь Зураб Бахваевич нету, да? Но он, наверное, на круглом столе выступит. Слово предоставляется писателю из Норвегии Эрлингу Кеттельсену. Он будет выступать с переводчицей. Просьба, да. Can you shall translate? Do you, Red Sweater, can you translate for me? Yes?
Oh, you are coming, yes. Thank you. Yeah. Dear friends, Дорогие друзья, congratulations with such a conference that will give you much power. я вас поздравляю с проведением такой замечательной конференции, которая будет освещаться в средствах массовой информации, которая будет иметь большое значение. I am here because Bilal Laipana, he translated a long poem of mine. He translated into his own language. Я здесь потому, что мою поэзию переводит Лайпанов на свой язык, родной язык. And after I was invited to Nalchik, and I go there and I met Abdullah И после Begi, того, как моя поэзия была переведена, меня пригласили в город Нальчик, и я познакомился с другими представителями балкарского, Карачаева, балкарского народа. and other beautiful people. И я знаю, что это прекрасный народ. And we talk also about Nart epos, because I know it from before and I know about the Alans. И я как раз мы как раз очень много обсуждали проблемы нарского эпоса. Я уже был с ним знаком, и я серьезно и более углубленно стал изучать его в настоящий момент. And I had for a long time a feeling that just Nart epos and just the Alans have some keys about also the North mythology. Мне всегда казалось, что именно в аланском эпосе, в нарском эпосе спрятаны ключи для изучения мифологии северных стран, скандинавских стран. And when I saw, come there, really come to Nalchik and the place, then I have more possibility to go deeper into it, and that I try to do now, and I will talk to you 26 about some links between Edda and Nart epos. И именно поэтому я решил приехать в Нальчик, чтобы глубже изучить и познакомиться в больших деталях с эпосом, нарским эпосом. И я действительно сделал много открытий во время моего пребывания в Нальчике, и я подробно об этом буду говорить на круглом столе. И я вам просто представлю параллели между эпосом нардским и эпосом скандинавским, Эдной. And I am proud that I know Bilal and Abdullah, and that I meet all of you. И я очень горжусь и счастлив, что я встретился и познакомился с Абдуллой, Билой и со всеми вами. Thank you very much. Большое спасибо. Спасибо. Thank you very much. Спасибо. Уважаемые коллеги, профессор, доктор филологических наук, декан факультета крымско-татарской и восточной филологии Таврического национального университета имени Вернадского Меметов Айдер Меметович здесь. Да, просит слова. Уважаемые коллеги, вы все устали, я это прекрасно понимаю. Я несколько хотел больше выступить перед вами, раскрыть душу, потому что крымские татары, исторически так сложилось, оказались на самом западе тюркского мира, но они никогда не представляли себя вне вот этого тюркского мира. Я, во-первых, хотел бы поблагодарить организаторов конференции за то, что они пригласили нас, целую делегацию из Крыма, выразить им большую благодарность. Это во-первых. Во-вторых, буквально в этом году мы снова вернулись в свое историческое лоно.
Так получилось, что в середине прошлого столетия нас просто одним росчерком пера передали из Российской Федерации в состав Украины. Вы прекрасно знаете, какие складываются политические условия сейчас на Украине. И вот буквально 16 марта мы провели референдум, и подавляющим большинством крымчан мы опять вернулись в состав Российской Федерации. Я особую благодарность хотел бы выразить руководству Российской Федерации за то, что они совершили вот этот довольно-таки, я бы сказал, смелый акт, и в первую очередь Владимиру Владимировичу Путину за то, что мы опять-таки находимся в своей Евразии. Евразия – это не вчерашний день. Евразия – это, я думаю, будущее. Об этом говорили. Евразийский народ складывался в течение тысячелетий. И несмотря на то, что в последние 300 лет старались уничтожить историческую память тюрков, я рад вас видеть здесь, и вы прекрасно понимаете, что наше историческое будущее еще впереди. Вот именно в составе Евразийского континента. Уважаемые коллеги, я больше не буду вас утомлять. Вот на заседании круглого стола я выскажу все то о кемерийцах, о таврах и скифах, которые проживали на территории Крыма здесь в X, в XI веке до новой эры, и я на конкретных историко-лингвистических и экстралингвистических материалах, новых материалах, покажу, что все эти древние народы говорили на тюркском, на нашем древнетюркском языке. Большое спасибо. До встречи за круглым столом. Спасибо большое. Уважаемые коллеги, у нас заканчивается первое пленарное заседание. У нас есть берет слово Владимир Александрович Захаров. У него приятная миссия. Салам алейкум, дорогие друзья, дорогие коллеги, дорогие участники этой прекрасной конференции. Прошу прощения, директор Института политических и социальных исследований Черноморско-Каспийского региона. Я хочу выполнить такую миссию, хочу вручить медали от имени Российского Лермонтовского комитета. Медаль, которую мы выпускали, я сопредседатель этого Российского Лермонтовского комитета, мы выпускали медаль, посвященную великому балканскому поэту Казиму Мичиеву. 150 лет в честь 150-летия со дня его рождения. И я прошу Байрамукову Фатиму Ибрагимовну. Не ушла она, нет? Ушла. Она вообще здесь... Да, она здесь, она вот, я видел. Да. Да. Александра Фатима Ибрагимовна. Александра Копян. Она вот подходит. Хорошо, пусть вот как раз, да. Александра Копян. Александр. Вот тебе удостоверение, вот медаль. Вот такая медаль. И медалью за мир и гуманизм на Кавказе, здесь на ее лицевой стороне изображен портрет Лермонтова. Почему мы сделали так? Дело в том, что Лермонтов воевал на Кавказе. Он жил здесь на Кавказе, он был в ссылках. И, понимаете, когда прошло слишком много лет, Фатима, разрешите, пожалуйста. Всего доброго, спасибо вам. Вот. Вы понимаете, прошло столько лет, но когда в Чечне проходили выборы президента, первого президента Чечни, то вот удивительно, в тех местах, где были устроены эти выборные пункты, висели портреты не президента России, а висели фотографии и портреты Лермонтова и Толстого. Понимаете, вот их отношение к кавказцам, горцам, или как тогда называли общим словом черкесам, было настолько выдающееся. Лермонтов нигде, ни разу не сказал плохого ни о ком из горцев. Он только показывал их доблесть, их честность, их стремление к чистоте отношений. Ну, вы все это знаете. В этом году исполняется 200 лет со дня рождения Лермонтова.
И эта дата отмечалась у нас в России практически везде, во всех местах. И вот этой медалью я награждаю, я вручаю ее Битарову Тамару Шамсудиновну. Тамара где-то здесь была. Тамара Шамсудиновна. Ушла. Нет, она здесь, вон сидит. Зураб Джотович, вас. Разрешите вам поздравить вас с назначением президентом Академии наук Кавказа. Разрешите вас поздравить, Самарчик. Спасибо вам. Да. Дорогой наш ведущий Мурат Джадгин, будьте любезны, если вам не трудно. Я вас поздравляю. Спасибо вам. Да. Уважаемый господин Киттельсен, Киттельсен, да. Эрли. Я, Herr Киттельсен, я. Bitte. Wir gratulieren Sie. Да, Люда. Закончили мы. I want to say 4 lines in Norwegian. Сейчас мы Spränges уже jeg всё. i lufta, så spränges jeg i lufta, og lufta tar imot. I morgen er jeg rein. Sperres jeg bak gitter, så sperres jeg bak gitter, og vegger tar imot. I morgen er jeg skrift. Thank you very much. Зарема Борисовна Кипкеева. Так, где она, дорогая? Бесолов Владимир Бутусович, готовьтесь. Ой. Дорогая Зарема, я вас поздравляю. Спасибо вам. Ой, дорогая, спасибо вам. Да, да. Ничего, мы сейчас. Владимир Бутузович, да. Спасибо вам. Да. Снимай. Спасибо. Да. Билал Лайпанов. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо. Николай Георгиевич Джавахишвили. Нет, да, ну передадут. Передадим. Да. Азреп Талиевич Акбаев. Спасибо вам. Спасибо вам. И Алжас Сулейменов тоже передадут. Спасибо вам за внимание. Спасибо. У Людмилы Ивановны Миссонова, кандидат исторических наук, сотрудник Института этнологии, имеет сообщение, объявление. Дорогие коллеги, так случилось, что все очень устали, и, честно говоря, и мало кто остался, но остались действительно самые мужественные, наверное. И так случилось, что сегодня в издательстве «Наука», которое выпускало наш том и вообще всю нашу серию «Народы и культуры», тоже сегодня проходит конференция, и никто из дирекции не мог присутствовать сегодня здесь, к сожалению, и Валерия Александровича Тишкова нет. Поэтому
Просим простить, что презентацию мы вот решили с Муратом перенести на пятницу. И поскольку не все далеко смогут, может быть, присутствовать и в пятницу, я хочу просто сказать, что этот том прошел очень непростой путь своего написания. И если бы не возглавлял эту работу Мурат Джадаевич, этого тома не существовало бы. И как куратор серии я просто совершенно, точно вам говорю, что этот том – это создание его рук, его души, его сердца, его ума. Так что это личность, которой обязан существованию этот том. Именно он собрал тех авторов, которые в нем присутствуют сейчас. И том получился на суд общественности научный, на суд общественности, может быть, национальных объединений, но у него должна быть яркая жизнь, я полагаю. Так что поздравляю всех участников. Спасибо, Людмила Ивановна. На этом наше пленарное заседание завершается сегодня. Завтра круглые столы. Просьба не опаздывать. Значит, будет регистрация перед круглыми столами. И, соответственно, кто желает перейти в другой круглый стол и выступить, вы можете подойти к модератору, в этом нет проблем. И они зафиксируют, что вы хотите в другом круглом столе участвовать. И это же пойдет в сборник материалов конференции, который будет издан после. Спасибо. На втором этаже банкет. На втором этаже банкет для участников. Прошу вас спуститься на второй этаж. После этого, значит, автобусы там стоят, так что вас отвезут куда, как полагается, положено. Что Генриетта Леонидовна?